Светлый целитель, целитель дар свой приносил, планету светом исцелял, от хвори мира освободил, от зла людские жизни спас. Вы надежда, оплот, дружелюбие, вера. Вы спасатель семей от вражды и тревог. Вы целитель народный с огромной силой. Я хочу, чтоб мне в жизни целитель помог. Я подарю на праздник вам сияние с небес, лазуревую музыку свою. Я вас, целитель дорогой, за все благодарю, душою обнимаю и пою. Днем рождения я поздравляю тебя. Посвящается 70-летнему юбилею отца, народный целитель Миннекаев Рафик Миннебаевич. День рождения 3 мая 1955 года. Наш любимый Татарстан. Часть широкой России, Кукмар, село Вахитово, малая родина семьи. Миннекаева они, Миннеголь и Миннебай, родителей моего отца. Под их ногами рай. Почитай отца и мать. Предками дан нам урок. 6 любимых деток, один другого юрок. Камиль, первенец, сыночек, Рафик, серебряная нить. На радость детки появились, нужно жить и не тужить. Разиля, Раиса, Равиля, 3 девицы под окном. Приумножая наше счастье, родился Рустам потом. Благочестивые люди, щедры, добры и скромны, поют, пляшут, сочиняют, от Господа одарены, щады активны и в спорте. Шашки, шахматы, лыжи, лото, домино, гармонь. Таланты всегда нужны. Божью благодать особо получил сынок Рафик. Мягок, ласков, трудолюбив, лучезарен его лик. Сложна была судьба людей в те давние времена, но крепость духа сохранили, пришла новая смена. Мы благодарны предкам нашим за землю, воду, небеса, за любовь и воспитание. Очень ими гордимся. Отца верно воспитали, указали добрый путь. Помощь окажи больному, в этом твоей жизни суть. В лоне матери, когда был, ей приснился чудной сон. Абыстай ей предсказала, родится ведь чудо-сын. Людям мира он поможет, лечит, утешит, бодрит. Тысячам и миллионам он здоровье подарит. Днем и ночью неустанно, более чем 30 лет, исцеляет, вдохновляет и спасает от всех бед. Нации любых народов разного верования просят помощи больному, верят в исцеление. Благодарнейшее дело — восстанавливать людей. Обвитую пуповину развязать у малышей. Кости сломанные собрал, год лежащий мигом стал. Нет волос, густые пряди, и зубы отращивал. Детям сколиоз вылечил, близняшек озарил, ветерану осколок вывел и всех этим покорил. Орган опущен, поднимет, мигрень как рукой сняло. Порчу уберет с организма, и лицо засияло. Спутника найдет по жизни и бездетным, по дитю. Человеку судьбу исправит, дорогу развитию.
Души раны он залечит, сердце успокоится, вера, любовь и надежда навсегда поселятся. Спутница по жизни мама, Рейхана Ханум зовут. 3 ребят вырастила, оду они ей поют. Выросла она старшенькой среди 6 девчат. В том же селе Вахитово Каримуллиных отряд. Дедушка и бабушка наши Рашид, да и Равия, Люция, Резида Лилия, Минзиля и Танзиля кормила, поила и стирала, сестер обхаживала, вязала платки пуховые, во всем была удала. Золотые ее руки бережно хранят очаг. Заботливая хозяйка часто балует внучат. Внуки бегают по дому, смех их радостный везде, теплота родного дома, когда все птенцы в гнезде. С юбилеем поздравляем, здоровья крепкого желаем, любви, радости, тепла и уважения всегда. Автор Минникаева Дания Рафиковна, 9.04.2025 год, Казань. Живет и работает в Республике Татарстан, в городе Казань, уникальный специалист, народный целитель Минникаев Рафик Миннебаевич. Вот уже более 30 лет он помогает людям. Он обладает возможностью, не подходя к человеку, на расстоянии работать с внутренними органами. Силой мысли на молекулярном уровне способен очистить и восстановить любой пораженный орган. Заболевания костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы легко поддаются лечению. Серьезные заболевания, такие как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, онкологические заболевания, также поддаются лечению доктором. Он работает как со взрослыми, так и с детьми, в том числе с еще нерожденными детьми, находящимися в утробе матери, исправляя патологии. Часто ему приходится освобождать шею младенца, распутывая пуповину, расположенную вокруг шеи, искривление позвонков, опущение органов. И это далеко не полный список. Результаты его работы отражаются в анализе. Газета «Честное слово» регулярно публикует статьи о нем и очень много благодарностей. Электронная книга «Добрые дела Рафика Минникаева», газета «Честное слово», Казань, ВКонтакте. С вами радость и тепло, и красота. С вами молодость продлилась, жизнь продлилась навсегда. Вы целитель самый чистый, самый верный и родной. С вами солнце, как богиня, свет несет над головой. Свет, свет, на планете много лет. Исцеление, рассвет. Вы наставник, вы учитель, вы хороший человек. Имя Рафика Миннебаевича Минникаева с недавних пор на устах многих южноказахстанцев. Его зрительные сеансы собирают полные залы, а книга «Операция мыслью» стала своего рода бестселлером. По отзывам тех, кто испытал на себе чудодейственную силу Рафика Минникаева, результаты превосходят самые смелые ожидания. Правая лопатка была ниже, чем левая.
Я не поверила, давай ее раздевать до конца. Щупала, и свечку, и лампу. Ребенок у меня в порядке. Надо сказать, что целитель побывал во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. И вот он гость нашей студии. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня гость в нашей студии Рафик Миннибаевич Минникаев, президент-академик оздоровительно-культурного центра «Возрождение планеты». Я думаю, в принципе, особо не стоит представлять нашего гостя, так как многие из вас, вероятно, были уже на его сеансах, и слух об этих чудесных сеансах уже прошел не только по нашему областному центру, но и по области. И вот сегодня Рафик Миннибаевич пришел к нам в студию. Вероятно, давайте начнем сразу с вопросов и ответов. И первый вопрос будет таким. В принципе, все мы знаем имена экстрасенсов, в свое время довольно известных, имена всевозможных целителей. Но дело в том, что вот я ознакомился с вашей книгой, она называется «Операция мыслью». И в этой книге описаны несколько, да не то что несколько, а прямо диаметрально противоположные методы лечения, чем те, которые уже были известны с сегодняшнего дня. Вот вкратце вы бы не могли ознакомить наших телезрителей с системой, со способами и методами лечения? Я начну с себя как бы. Я сам житель Татарстана, родился в Татарстане, Кукмарский район, деревня Вахитова. Я на сегодняшний день там же живу. Женат, имеем 3 детей. Но если дети есть, то жена, значит, должна быть. И жена есть. Я начал заниматься по этой системе официально в 1992 году, после получения диплома в Москве, международного образца. У меня, конечно, способ лечения немножко другая. При помощи мыслей я могу делать операции на органы. Значит, допустим, человек находится за пределами зала, я могу достать его и работать там. На расстоянии, безболезненно происходит все это дело. Для меня национальность, богатство, вероисповедание абсолютно роль не играет. Ну, иногда мешает возраст. Когда, допустим, граница жизни, тогда я не могу помочь людям. А так я могу работать со всеми, кто обращается ко мне за помощью. Вы мыслью, в принципе, как-то входите в организм того человека, которого собираетесь излечить? Знаете, это как получается? У меня не только сила мысли имеется, или силы, данные из космоса, это Божья сила, Худай Тааля күші. Они дали мне эту силу. Я обладаю ясновидением и очень сильно развитый. Значит, не раздевая человека, на любом расстоянии я могу диагностировать человека или проникать туда, внутрь. Органы человека могу видеть своими глазами. И пораженный орган как бы высвечивается у вас в сознании, и вы направляете свою энергию. Нет, я вижу это. Видите? Как вас вижу, да. Это, скажите, вот есть такое понятие третий глаз, это вот что-то с этим связано, да? Да, у вас это открывается вот, третий глаз, и вы... У меня открыто это. Третий глаз, ясновидение, это одно и то же. Тогда, вы знаете, вот такой вопрос. Вы пишете о том, что можете определить будущее и прошлое человека. Это тоже играет роль вашей уникальной способности? Вы знаете, когда человек обладает ясновидением, это для этого специалиста это элементарная работа, обычная работа. При помощи ясновидения можно определить прошлое человека и будущее видеть можно. Я не только могу видеть будущее человека, я могу снять там переграды человека или открыть дорогу на будущее человека. Или, допустим, если наказание сверху или идет кармическое наказание, порча наследственная, я могу снять это с поколения. Так даже. Да. Вот теперь давайте поговорим о том, что традиционная медицина, она как бы разделена на определенные участки. Вот определенный врач, он специалист по тем или иным болезням. Значит, несколько шире мануальные терапевты, чуть шире экстрасенсы. Есть ли какой-либо предел у вас, какие-то запретные зоны, скажем, какие-то болезни, перед которыми ваш дар бессилен? У меня практически на сегодняшний день нет такой границы, но есть такие болезни, которые для меня трудно поддаются. Это цирроз печени, полиартрит, паралич, эпилепсия, кожные заболевания.
Даже онкологическая болезнь, как рак 4-й стадии, когда остаток жизни человека было месяц, я таких людей восстановил. Они работают сейчас на своих рабочих местах. Вот немножко давайте вернемся к первому вопросу, когда я вас спросил о методах и способах лечения. Вы говорили, что вот ваш дар позволяет вам видеть пораженный орган в человеке. Вот сам процесс лечения, вы направляете на этот орган свою энергию, либо еще какие-то вот у вас есть возможности? Вы с помощью своей энергии, допустим, убираете вот эту порчу с органов, что ли, ну, излечиваете его? Вы знаете, это процесс по-разному идет. Если, допустим, опущен какой-то орган, допустим, опущена почка, я просто при помощи силы поднимаю, ставлю на месте, закрепляю, и все. За течение минуты это делаете. Если перелом ребра, перелом ключицы, свежий перелом прямо на глазах, сразу могу восстановить на любом расстоянии, и сразу начинает работать человек уже. За какие-то минуты восстанавливается кость, сращивается кость. Не говоря уже о внутренних опухолях, да, это, вероятно, то же самое. Да. Вот этот процесс, когда вы настраиваетесь на процесс излечения, достаточно вашей внутренней энергии, либо вот вы стоите, скажем так, вот столб космической энергии, что ли, вы проецируете через себя вот эту энергию. Что вы чувствуете в этот момент? Когда я работаю с человеком, я через себя не работаю. Прямое подключение. Когда, допустим, в зале я даю на зал прямое подключение из космоса. А когда по микрофонам работаю, иногда, но тоже не через себя, а как-то своими мыслями там управляю. При помощи мыслей на любом расстоянии я могу раздробленный перелом кости собирать на свои места, откуда они упали. То есть в ряде случаев вам достаточно вашей внутренней энергии, которую, скажем так, вам дала природа, которой вы обладаете? По сути дела, это не внутренняя энергия как-то. Это мысли, сила мысли. Мы с гордостью говорим, что у нашего родного брата, народного целителя Минникаева Рафика Миннебаевича 3 мая день рождения, юбилейная дата в этом 2025 году. Ему исполнится всего-навсего 70 лет. Что мы можем подарить ему, человеку самодостаточному? Вот мы и придумали такой подарок: сделать видео о нем и поздравительные, благодарственные пожелания от нашего рода, от родных в Кукмарском районе Татарстана, в деревне Вахитово, в семье Миннебая и Миннегуль Минникаевых за своим братом, первенцем Камилем Миннебаевичем. В 1955 году 3 мая родился в пространстве любви на эту прекрасную планету Земля Минникаев Рафик Миннебаевич, освещая, озаряя всю Вселенную. С надеждой и верой ждет семья родная, весь род, небеса, колыбель лона материнская, матушка родная, планета Земля, зеленая, жизнеобеспечивающая всех творений земных и человека, и небеса бесконечные, вечные, ждут рождения человека-творца, сотворца, ждут для совместного творения. С радостью, любовью и благодарностью Миннебай взял в свои крепкие, надежные отцовские руки сына Рафика, дав понять ему, что он, его сын, находится в надежном доме родительском, окруженном заботой родных людей. Щедро поблагодарил Миннебай любимую свою Миннегуль за рождение сына. Минникай, отец Миннебая, дедушка Рафика Миннебаевича, радостно восхищался, что родился на свет второй внук для продолжения рода. А Таскира, сестра Миннебая, живущая с ними, говорила: «Дети – это дар от Бога». Тоже с радостью приняла Рафика и стала помогать нашей маме Миннегуль, ухаживать за детьми, по хозяйству тоже помогала. Жили в семье еще Асылбека, сестра Минникая, и дочка другой сестры Минникая Гульбеки, Миннур. А сестра Миннебая Гульчира часто приезжала с гостинцами из Казани. Большая дружная семья встретила свет
любовью новорожденного Рафика, взяла ответственность за заботу о нем. Нам уже известно, что кормящая мама способна через свои мысли и мечты в момент кормления передать свои чувства, мысли, образы через свое материнское молочко. Известно нам, что наша дорогая мамочка Энибис Миннегюль всегда желала, чтобы у ее детей были оба родителя. Желала нам счастья, изобилия, мирной, дружной, любвеобильной жизни. Как родительскую заповедь помнит сестричка Разиля слова нашей мамы: «Дети мои, живите всегда дружно между собой. Вы, туганнар, родня». Несмотря на слова мужей и жен, думаю, наш брат Рафик принял в свои чувства очень много доброго от мамы, от отца, от рода. И то, чего им не хватало в жизни, он познал еще в детстве и мечтал сделать очень многое для семьи, для родителей, помогать родным и многим людям. Он часто хотел быть рядом с мамой, всегда ходил с ней, плакал, если она без него идет к Абустай. Наверное, он так проявлял свою заботу, а ведь и по сей день он, наш брат, заботится о родных, о нас. Обычный деревенский мальчик Рафик всегда с удовольствием помогал родителям, играет дружно с детьми, а ребята соседские притягиваются к нему. С ним же интересно, он очень хорошо играет в шашки, шахматы. Рафик Миннебаевич любит заботливого брата Камиля Миннебаевича. Кешене начар итеп күрсәтергә түгел, үзебездән чистарын эшләр алып барырга кирәк. Аннары кешеләр безгә матур итеп, яхшы итеп карарлар да рәхмәт әйтерләр. С интересом, увлеченно учился многому у двоюродного брата Васила Миннекаева, сына Гульчиры Миннекаевой. В 1962 году Рафик Миннекаев пошел в 1 класс начальной школы в деревне Вахитово, а в 1966 году перешел в среднюю школу, в соседнюю деревню Яныль. В 1972 году успешно окончил Яныльскую среднюю школу. Потом поступил в Кукмурскую автошколу и, закончив на отлично, получил права на вождение автомобиля. С детства ему нравилась любая техника, машины, мотоциклы. Как наши братья Камиль и Рустам Миннекаевы сказали, Рафик Миннекаев за день мог разобрать и собрать мотоцикл. У нас уже тогда были мотоциклы Ковровец, Ява, Иж, Урал с люльками. Один за другим появлялись они в нашей семье. Детство, все дети вместе, самые приятные мгновения нашей жизни в уютном доме родовом. Каждодневная, очень вкусная еда, приготовленная мамой, вкус которой всегда в наших сердцах живет. Служил Рафик Миннекаев в Германии, в городе Дрезден. В армии, пока другие тратили деньги на сигареты, он собирал деньги и привез покрывало в родительский дом. Об этом рассказала сестричка Раиса Миннебаевна. Поступил на биофак Казанского государственного университета. Как раз в те времена старший брат Камиль Миннебаевич работал водителем автобуса, маршрутки, а Рафик Миннебаевич частенько проводил время с родным братом. Конечно, и с едой помогал тогда Камиль Миннебаевич своему брату. Сам Рафик Миннебаевич с благодарностью вспоминает эти мгновения жизни. Когда я учился в Казани, брат Камиль, работая в автобусе, на заработанные каждодневные деньги покупал еду. Рассказывал он дочке Дание. Жили они у родной сестры нашего отца Миннебая, Гульчиры Миннекаевой. Вернувшись в родную деревню, работал водителем. В деревне Вахитово по сей день стоит как памятник та машина, на которой работал Рафик Миннебаевич. С номером 24-59
ТТИН. Как у всех деревенских жителей, забот по хозяйству было достаточно. В семье 6 детей, и все мы вместе дружно делали колхозные дела. Сенокос, копали картошку, вручную и колхозную, и свою. Зато вкус полевой картошки, приготовленной в ведерке на костре, по сей день живет в памяти. И наша единая, сплощенная, дружная, веселая, счастливая семья во главе наших родителей живет и будет жить вечно в наших чувствах, сердцах, в наших сотворенных делах. А добрых дел наша семья делала много, многим людям. Соседские дети заходили к нам играть, учились многому у наших братьев и сестер тоже, да еще наша мамочка угощала их. Все, что приготовлено для семьи, и все, что было на столе постоянно, пряники, конфеты, варенье, компоты, сметана, молоко и так далее, было доступно соседским детям и бабушкам. У нас каждый божий день был днем открытых дверей. Щедрость, доброта, взаимопомощь, помощь другим людям, честность и много других человеческих качеств достались нам от родителей. Мы 6 детей: Камиль, Рафик, Разиля, Рейса, Равиля, Рустем, благодарны им на вечность. Нашим родным, чудесным родителям Миннебаю и Миннигуль Минникаевым. Они у нас музыкальные. Отец играет на гармошке, а мамочка поет таким голосом нежным, из глубин души звучащим. И мы все 6 любим петь песни, особенно если мы все вместе собираемся. До утра можем сидеть. Братья Камиль и Рустам по очереди играют на баяне, а мы поем самые деревенские, ставшими народными песни. Сестричка Раиса Миннебаевна вот уже более 15 лет руководит народным ансамблем «Кияш татарской песни». Россия, Россия, святая земля, на добрую жизнь благословенная. Россия, Россия, едино с тобою я, ведь ты дом родной, матушка моя. Россия, Россия.
Минникаев Рустем – любимый певец односельчан в родной деревне. Рафик Минникаев тоже любит слушать и петь песни. И отдельную благодарность выражаем нашей тете Таскире, которая осталась верна своему любимому человеку навсегда. Он не вернулся с фронта. Были предложения, но она осталась с нами в семье. В своей родной деревне понравилась Рафику Миннибаевичу одна девушка, работавшая дояркой в колхозе, Каримуллина Рейхана, первая дочь Рашида и Равии Каримуллиных, скромная, трудолюбивая, хозяйственная, симпатичная дева прекрасная, сразу понравилась Рафику Миннибаевичу. Наша семья приняла Рейхану как родную. В 1978 году, 9 ноября, они поженились, и 2 дня длилась свадьба в родном родительском доме. И с этого дня началась счастливая семейная жизнь для совместного творения. В природе имеется простая арифметическая формула, живая, биологическая. 1 + 1 равно 3. Итак, у влюбленной пары Рафика и Рейханы Минникаевых в 1979 году с 14 сентября родилась дочка-красавица Дания. Как наши родители полюбили ее, а нам вообще было очень интересно одевать ее, как куколку, играть с ней. Умница, красавица, наша родная племянница Дания. А тетя Таскира всегда в нужный момент, тут как тут, преподносит нужную одежду, да много чем она помогала нам всем и учила. А в 1982 году 7 января родился у них сын Дамир. Ну, очень мудрый человек. Вот как рассказывает сама Дания Рафиковна эпизоды из жизни в доме бабушки Миннигуль и дедушки Миннибая. Бик зур рахметин беренче, мине тәрбияләп, карап үстергән бабаем Миннибай бабайга һәм әбием Миннигул әбигә. Төп йортта үстем һәм шуның белән үземне бик бәхетле дип саныйм. Мондый бәхет бик сирәкләргә генә эләгә. Шулай ук мине карап үстерүдә бик зур хезмәтләрен куйдылар апайларым. Рәис апай, Раул апай, Рөстәм абый. Барыс әйе, тәтә турында аерым сүз әйтергә кирәк. Иң беренче шуннан тотынасым килә. Минем өчен тәрбия юлында иң беренче ачышны минем бабай белән әби ясады. Алар мине намуслы булырга өйрәттеләр. Алар өйрәткән бу тәрбия гомер буе мине алдынгы юлларда алып барды. Бүгенге көнгә кадәр. Һәм бер кайчан да дәрәҗәмне төшермәде. Чөнки бабай өйрәтте һәр вакытта да намуслы булыгыз дип. Безне тәрбияләде. Аннары бик тырыш һәм үҗәт булырга өйрәтте. Кызым ишектән кертмәсәләр, тәрәзәдән керегез диде. Үз дигәнеңә ирешергә, максатчан булырга өйрәтте. Һәм аларның хезмәте бик зур мин тәрбияләүдә. Шунлыктандыр бәлки фәнни хезмәтләр язып, фән дәрәҗәсе исемендә алуында аларның өлеше зур. Аннары әбием миңа грамоталык алырга кичкенә яшьтән үк бик күп хезмәтен куйды. Ул тумыштан чын педагог. Зур хәрефләр белән язылган педагог. Ни өчен ул бик нишкә итеп бала күңелен тоемлы белә иде. Һәм миңа беренче сыйныфка укырга кергәннән үк
рус тілінде диктантлар яздырды. Осень деген диктант, хәтерлеймін мен аны. Ол шақты 2 зор қызыл юлдан тұрған диктант еді. Оны яздырды Минегләби. Біріншісінде менің қып-қызыл хота, сөйтіп шықты бүтін хоталарының. Меңа берді дәфтеріне кері, бірнеңді де білге қоймады. Мен қорап шықтым, қызым бұл хоталарының бүтінісін үйреніп шық дейді, уақыт берді меңа. Бүтінісін істе қолдыраға тырыш дейді. Дұрыс сөзлеріні, дұрыслап енді. Екінші тапқыр яздырды шулық диктантны. Мұнда енді менің хоталар әзейді. Қазір әзейе башады, тағын шулай қызыл білен төтіп шықты, білге қоймады. Тапшырды меңа кері дәфтеріні. Мен яңадан екінші мәртебе, һәм шулай менен неше мәртебе яздырғанды, бір хотасыз дәрежеге жеткенше менің білен ішледі. Бұл бір нинди оқытушы да бұл айтып ішлегенім менің көргенім де yok, ішіткенім де yok. Өзімде юғары оқу йортларында оқыттым мен. Бұл бик тырышлық һәм собырлық үрнегі. Һәм шын педагог зор хәрифтен. Бір хотасы шықмағаш қына меңа зор итіп бишле қойды. Бұл бик зор стимул. Чөнки балаға біріншісінде начар билге қойған болса, оның көңілікші һәм давам итәргә теләге калмый аның бернинди дә оқуны. Менә шуның кадәр дәрәҗәдәге югары грамоталык үрнәге миңа биреп, һәм инде мин 5нче сыйныфка анда бөтенләй хәреф хатасыз язар дәрәҗәгә җиттем. Авыр диктантларны да. Бик зур рәхмәт әбием алдында башлыйм, бабаем алдында да башлыйм. Вскоре Рафика Миннебаевича позвали в лесничество на работу в должность лесника. С большим желанием он ходил на работу. Очень много деревьев было посажено в лесничестве вместе со школьниками. Благородное дело посадка деревьев. Благодарим всех за такие дела. Деревья растут, а Рафика Миннебаевича позвали на другую работу – восстановить пекарню и привести в рабочее состояние, что в деревне Сиза-Арского района. Пекарню восстановили и начали печь вкусные хлебушки. Помогала в этом Рафику Миннебаевичу его спутница жизни Райхана Минникаева. Вторая дочка, красавица Ландыш, родилась 24 января в 1989 году, именно в ту пору, когда они жили в деревне Сиза. Жители этой деревни любили, уважали их, благодарили за вкусный хлеб. Есть люди, которые помнят их и по сей день. Хотя им было хорошо там, но родные места притягивали к себе. Купили они домик в деревне Вахитова и начали жить счастливо всей большой дружной семьей. А Рафик Миннебаевич устроился на работу в фирму «Ильдан» в городе Казань в 1991 году. По приглашению родной сестры Раисы Миннебаевны, проживающей в городе Вятская Поляна Кировской области, приехал на курсы к той, кто уже тогда могла, связываясь с космосом, ясновидящая и работающая биоэнергетикой, помогать исцеляться людям. На этих курсах у Рафика Миннебаевича на второй же день открылись способности ясновидения и чувствовать руками человеческое тело и лечить мысленно. Открывшиеся способности на курсах биоэнергетики радостно и неожиданно удивили его. До сих пор он знал, что людям помогают лечиться люди с медицинским образованием, доктора и, конечно же, наша мамочка своими методами, травяными чаями, противоглистными, маловкусными жидкостями и другими природными средствами. А здесь видишь ясновидение, сейчас говорят третьим глазом, и чувствуешь руками, и сразу же можешь действовать благостной энергией в лечебных целях. Пробудилась осознанность о возможностях человека. С этого дня Рафик Миннебаевич изменил взгляды на жизнь, познал, почувствовал возможности человека и принял этот дар небес, неожиданный, даже считавшийся невозможным, принял эту способность с помощью мысли помогать людям исцеляться как профессию, данную ему свыше.
поверил в свои возможности и способности помогать людям выздоравливать, сделав поворот в своей жизни, вступил на новую жизненную дорогу. Начал он практиковать свои возможности, помогая своим близким, родне, знакомым, друзьям. А дальше поездки. Прямо в своем родном Кукмарском районном доме культуры одну из первых встреч провел с многочисленными людьми в мае 1992 года. Тогда руководство Дома культуры оплатило ему гонорар. Эти деньги он отдал безвозмездно на строительство мечети в родном селе Вахитово. Был и в Тюменской области, в поселке Пойковский, где на тот момент проживала родная сестра Равиля Миннебаевна со своей семьей. Там он заработал деньги и снова отдал 80 рублей на строительство мечети. Проводил сеансы и в Нижнем Тагиле, где по сей день живет старший брат Камиль Миннебаевич. Вот мы на лыжах. Маши, пап. Чтобы совершенствовать свои умения целительства, Рафик Минникаев поехал в Московский центр возрождения планеты, поступил учиться и в марте 1992 года успешно окончил курсы повышения квалификации по биоэнергетической регуляции и целительству. Получил диплом. Вместе с дипломом получил мандат с целью подтверждения права быть представителем Международной ассоциации возрождения планеты на территории Содружества независимых государств. Мандат дает право на организацию и оформление представительств Международной ассоциации возрождения планеты, открытие оздоровительных центров, организацию и проведение курсов по обучению и повышению квалификации лиц, деятельность которых направлена на совершенствование образа жизни, рекреацию и оздоровление населения. В день получения диплома Рафику Минникаеву предложили остаться в Москве, но он сказал, что хочет помогать людям Татарстана. Слова эти были сказаны в мае 1992 года, и они оказались пророческими, действующими на века. Его спутница жизни, красавица Райхана, шагает с ним рядом по жизни, держась рука об руку, помогает любимому человеку, ухаживает, готовит, стирает и в поездках тоже. Бывал он в разных странах и регионах России: Турция, Сирия, Италия, Австралия, Малайзия, Сингапур, Казахстан, Дагестан и во многих селах России, городах Татарстана. Много благодарности получает от людей за исцеление, а иногда и за материальную помощь. Рассказывает наша сестричка Разиля Миннебаевна о добрых делах брата Рафика Миннебаевича. В родной деревне помог построить самую первую мечеть, оплатив почти все расходы. Хотел назвать мечеть в честь отца Миннебай мечеты. В селе Вахитово ремонтировал дороги, поставил хорошие электрические столбы на непроходимых местах, укрепляя мосты, поставил мощные трубы, чтобы вода стекала. По сей день эти трубы лежат там. На улице Зеленой провел воду себе и соседям. Срубы дал для кладбища, помог сделать ограждение, ввел преподавание английского языка в селе родном. Для ограждения школы подарил железную сетку. Подарил домик нашей невестке Минникаевой Нурфие. У наших соседей был такой малюсенький домик. Наиль сам сказал, что Рафик подарил им сруб за работу в лесничестве. Рафик abiyanda ekan bit ana 2 oy qish 2 oy yey ishladim men. Mana shu uyga og'ochni ana shu qiluvchi urmag'andan
алып кайтып салдык. Его мама Назифа часто говорила, что только Рафик помог нам, чтобы у нас был дом. Тысячи благодарностей, говорила она всегда. Мең рахмәтләр яусын диеп. Вот такие благодарности, их очень много, собираются и возвращаются Рафику Миннебаевичу и его семье радостью, здоровьем, изобилием во всем. Что посеешь, то и пожнешь. Народная мудрость. Если бы многие люди, имея некоторые возможности, помогали дому родному, родным, деревне, где он родился и живет, хоть частично, то можно представить, как бы жили люди. Односельчанин Зиннур стал на ноги на его сеансах. Потом работал водителем у него, а потом стал Зиннур хазратом в мечети. Біздің колхоз председателінің Ақиғалби отырамында бізді 92 жылда түзіле башлаған екен мәсjid. Қысқа ғана уақыт ішінде бик үлкен мәсjid түзілді. Әлхамдулиллах, мына шушы 92 жылны қаршылағанда Ақиғалби 50 мың сом садақа ақшасы берген. Алланың рахмәті болсын. Андан соң енді тағын Көкмарада сеанслар уақытында 3 gün берген сеансының бүтін жылайым ақшасын 146 мың сом 189-на ұшы мәсjid пайдасына берілді. Бұл уақыттағы есеп білән бек өсім 92 жылдағы есепті. 92 жылының сейінде болған қарыз Алланың рахмәті болсын. Есть люди, у которых открылись способности помогать людям на его сеансах и начали самостоятельно помогать людям. Да, он много помогал людям еще до открытия своих целительных способностей. У него всегда есть чувство и желание увидеть счастливыми свою семью, родных и всех людей на земле, чтобы была хорошая, мирная, изобильная, радостная, счастливая, благостная жизнь на земле. Наверное, вот за такие чувства и желания у него открылись возможности помогать людям. Как вы считаете, этот дар вам передался по наследству или это вот какая-то воля Всевышнего, что этот дар достался именно вам? Вы знаете, это дар сверху дали. Я поднимался во время сеансов туда, наверх, и там дали мне силу. Если честно, я не ожидал, конечно. Прямо когда дали, сказали, когда ты будешь работать, все люди будут удивлены на твои способности. Прямо так и говорили. Я думал по-своему, неужели сейчас в данное время, допустим, атомный век такой, чем-то можно удивить людей? Оказывается, можно. Кто посещает мои сеансы, они все удивлены. Почему думаете, что вас выбрали? Не кого-либо из других из земных, а вас? Вы знаете, такой вопрос задают особенно в мусульманских странах. Мусульмане почему-то. В других странах мира такие вопросы не задают. Мне задавали этот вопрос в Сирии, Турции, вот таких странах. До этого как-то я не интересовался. Потом, когда они дали вопрос, я этот вопрос переправил туда. Почему именно мне дали такой силы? Ответ был такой. За все хорошее вам дали силу. И все. Сегодня все, что видели, наверное, ни один человек не остался спокойным. Такие волнующие моменты. А сейчас я, Валишина Фаузия, живу, работаю в городе Казани. Если говорить честно, верила только медикам. В бабков, к экстрасенсам не ходила. Привела меня сюда сестренка насильно, со слезами. У меня миома большая, 8 на 10 сантиметров. А папа говорит, ты всегда успеешь под нож. Пожалуйста, пойдем сюда. Я говорю, я не верю, я не пойду. Ну, ради меня, ради нас, ради сестренок и ради матери. Я пришла, я ничему не верила.
Когда я сидела на первом сеансе, то, что я видела для нас, вот для простых смертников, это было просто фантастика. А больных, которые он лечил, извините меня, пожалуйста, Рафик Миннибаевич, извините, его помощники, девушки, я думала, что это подставные лица. Ведь нас так много привыкли обманывать. На следующий день Рафик Миннибаевич пригласил к микрофону сколиозников. Я вышла вместе с племянницей. То, что я увидела своим глазам, это было невозможно описать. Позвоночники выпрямлялись, лопатки садились на места, осанка детей становилась правильной. А я работаю уже педагогом 26-27 лет. И я знаю, какие осанки, хотя и многие, конечно, свалят на детский сад, но здесь и дети, и родители все виноваты. Это было просто чудо. Ко мне, я сама с собой потянулась к Рафику Миннибаевичу. А посмотрите, только на его улыбку. Одна улыбка только чего стоит, и как она лечит. И вы знаете, последние годы, если взять, у меня было такое истощение, такой упадок сил. Я не могла работать так, как до декретного отпуска. Я уже почти перестала интересоваться тем. Я жила как чеховский герой. И вот когда после этих сеансов, я не могу сказать, я даже боюсь сглазить себя, меня не узнают на работе. Я хочу работать, я хочу быть полезной людям. А вы знаете, таких, как я, тысячи. Он вернул веру в жизнь, он вернул веру в себя. Если бы мы бы жили в капиталистической стране, Рафику Миннибаевичу не было бы цены. Любой капиталист, любой хозяин озолотил бы его и сделал бы все только, чтобы его не упустить. Ведь здоровье рабочих, как это многое значит. Манантая привычка айленган бой. Нагнись еще раз. Так, чуть-чуть наклонься вперед. Чуть-чуть наклонись. Во. Мне еще. Позвоночника турланган көрінем. Тура ма қазір? Болды мына. Болды мынсы. Все, можешь спускаться. В книге «Казанский феномен» автор Мухаммед-Нур Муллануров Рафик Миннибаевич говорит: «Когда я работаю в больших залах, я ставлю задачу в первую очередь поднять осознанность, изменить их образ жизни, и только после этого стараюсь очистить физические тела, потому что многие болезни появляются из-за неправильного образа жизни». Страница 9. Вопрос корреспондента. Почему вы говорите в начале о чистоте души? Имеет ли это связь с болезнью человека? Ответ Рафика Миннибаевича. Человеческая конституция так устроена, что если он с природой в гармонии, душу держит в чистоте, совесть чиста, тогда человек не болеет. 3 года подряд Рафик Минникаев организовывал для гостей и односельчан праздник Сабантуй. Есть видеофрагменты этих сабантуев на канале «На земле быть добру» в Ютубе и Рутубе. Щедро награждал участников игр и батыров национальной борьбы. 123. 123. Хорош генерал. 123. Немножко. Хорош генерал. Как немножко? Смотри, генерал наш бег. Оказался наш бег. Давай. Становись. Ничего, нормально. Я немножко вешу. Хорош, самый хороший. Жик-пышик. Вы откуда остались? Давайте один назад остались. Лишний вес, да? Давай сюда. С фуражкой? Нет, фуражка с повязкой. И с повязкой. О, 110. Ой, не даже. О, 120. Махина.
108. Нет, 108. 108. Ну как, нормально? Ну не дошли. У нас один генерал 123. На праздник пустят. А потом Şimdi bağlar tıraşımına başlayıcı veririz. Ondan sonra tantanalı hoşu bulacak. Он очень любит родительский дом, деревню родную, и односельчане относятся к нему тоже с большим уважением. Один раз в здании цирка певица Гульзада Сафиуллина спела песню «Ясновидящий», посвятив ее Рафику Минникаеву. В 1990-е годы в Нурлатском детском доме 52 детям открыл счет. Подарок, чтобы они получили на 18-летие. Газета «Честное слово» написала об этом в 2021 году в выпуске «Февраль-март» номер 2. Эта газета часто пишет о Рафике Миннибаевиче. Кому сказать спасибо за доброту и помощь, вы можете поделиться этим со зрителями нашей программы. Акция «Город добрых людей» продолжается. Герой сегодняшнего очерка Рафик Минникаев. О том, что он бескорыстно помогает нуждающимся, нам рассказала телезрительница Алсу Кулемина. Дела Рафика Миннибаевича известны и за пределами России. Подробнее о них в очередной истории «Города добрых людей». Конечно, не всегда получается делать доброту людям, добро. Но желательно, если сможешь поддержать людей, помочь людям, наверняка это называется добротой. Рафик Миннибаевич, он один из самых добрых людей, живущих на свете в наше время. В городе Нурлате для детей, живущих в школе-интернате, он открыл счета для того, чтобы дети имели возможность после выпуска иметь какую-то материальную поддержку. Затем у себя на родине, в деревне Вахитово Кукмарского района, он построил мечеть на свои средства. Природа Рафика Миннибаевича, она и есть доброта. Сама природа этого человека и есть доброта. Если у человека есть сознание поддержать людей, это автоматически делается. У него всегда полно цветов, ему носят цветы и говорят очень трогательные слова благодарности. Напоминая ему, когда он помог и в чем он помог людям. Необыкновенно благодарны люди ему. Очень много сделал он добрых дел и продолжает делать. Люди сами организовывали места встречи в домах культуры и клубах с народным целителем, приглашали его и помощников в гости. Но все же самые запоминающиеся встречи были в кинотеатре «Комсомолец» в городе Казань, в ДК Кирова. Хоть и месяцами шли его сеансы, поток людей был все равно большой. Люди стояли по краям, сидели рядом с ним на сцене. Но то, что он творил там, было для людей совсем вне понимания. Но очень много результатов исцеления проходило на глазах. Исправлялись искривленные позвонки, руки поднимались. Одна девочка какое-то время не могла ходить, но прямо на глазах у всех она сделала свои первые уверенные шаги. Головка Сайме. Разрушается головка. Ты ходить не может, что ли? Совсем не может, ма? А? Култық тояқлар білән ейме? Аяққа басарға ярамай.
Аорт қойса аяқ аорта. Левая. И давно болит левая нога? 3-й год. 3-й год. Диагноз какой? Сначала был физиолог, костная картина. Ну, лечение помогает или нет? Конкретно вот это я. Очень долго идет процесс. Вот нам нужно восстановить головку. Головку восстановить легче, а восстановить. Головка восстановится когда будет примерно? По словам медиков. Ничего конкретно не сказали. Не сказали? Так. 3 операции. А? 3 операции. Спицы ставили и аппарат ставили? 2 раза. А сейчас данный конкретный момент, да, бог, который нога? Қойса аяғы. Левая нога. Сколько лет ребенку? Ребенку сколько? А? Жидеш. Қоянсыз шолыданмы? Кім есімді? Қызым Лилия, Розалия. Татарстаннан шолыдан болайынды бұл? Розалия, фамилиягыз нешек? Габдуллина. Сколько вам лет? 38. Бұл нешенші балағыз сіздің? 2-ші. Бірінші бала нормальный ма? Еғылға шой болды. Неше ешті еғылды? 4 ешті. Қазір 7 еш оңарай ма? 3 жыл енді шынды состояниеда дейі. Аяқ білән жүргенде бала ауыртадыр ема аяғының? Міне қолтықты аяқы білән жүргенде, допустим, аяғы ауыртадыр ема? Ауыртмайдыр е? Вы знаете, мында сложный туга, қадыран айтасы келмей, мене бүтін нәрсен айтасы келе. Аяқ еғылып қына сүйек таралмай. Yok, bu bizim bir zor процесс burada. Biz yılbaşının aşağıda. Ayı? Нәрсе эшләмәгән? Монда операция булдымы иншалла да? Гипс, әйме? 3 года, значит, ребенок сейчас не деньги костылями. Так я понял, если правильно понял. Хат чөрөбертеп кара. Чөрөбертеп кара деймен мен саңа. Барма деп сұрамын бит. Чөрөбертеп кара балаң. Чөрөбертеп кара балаң. Балаң ертіп кара. Бос қорықмай бетті. Лилия, келемін да ки? Лилия. Әзгіне жетектеп қара. Әкеріңіне жетектеп барал. Бұл аяғыңды бос, Лилия. Аяғың білен бос, үстіреме олай. Бос. Үстіреме. Аяғың білен бос, босып қара. Бос әйбеткіне. Олай түгел әйбетлеп кіне бос. Қазір босқанда ауырта мы? Ауырта мы аяғың? Қойдан ауырта? Тобан ауырта? Yok, görmegenge de ауыртырға тиісті. Тобан ауырта мы сен? Босып қара нормальнегіне бос. Ауырта мы қазір? Әне сезгіне сұнда босып қана тұра, бүкірей ме? Лилия, сен аяғың ауырта мы қазір? Қойса түсі. Әйбетлеп қотыйтып босып қара. Ауырта мы? Қотыра айтып, тұтынма демен мен сеңа. Кеталынан, кет мен сұнда босып қана тұра. Қысылма мұнда. Бала білен істәйін. Сенен қазір аяқ ауырта мы? Yok, сузма қолыңны. Қойса түсі ауырта, Лилия? Қоя көрсетер мен мұндара келіп. Шунда дей шундағына тұрсын. Қоя мен алып келер мұндара қояңды. Лилия, шундағына тұр деймін, әнеге айтам мен. Қысылма, қорамам да бүтінді. Текіне тұр шундағына. Мен бейт қыз білән істейм қазір. Аңа тегет тотарға тұлмас керек түгі мұнда. Лилия, босып қара бейбетті қояңды. Босып қарайын. Әкіріңді. Қойса түс ауырта. Қойса түс ауырта. Yok, otur sen de. Mişe etmeye de kızga. Normal ligine kişi bunu. Ayda ekerin gündeminden itip koral. Boz sulu ayağına bas kara. Olay yoksa mı? Korkma. Ayağını küter. Küter iyi betlep kına. Kirminde ki Lili ekerin gündem. O. Oysa tuştan avurta mı? Avurtmayayım mı? Ne avurtmağa şey bet itip basmışsın son? Betlep kına basıp kara öyle.
Eybetle bas korkma. Bas. Bas eybetle batla tege elektrik yürüdürünse biledim mi tek kichkina vaqt bergan. Hayda şoyti berib qo'rayli. Hayda kelinglar turg'ina yer, turg'ina. Vot молодец. Hayda. Hayda kimda? To'qinda. Hayda Liliya. Hayda nima bo'lag'ana yurib qo'rayli aka. Haydali. Tege boshda yurgan shekilli vot buni sulag'ina hayda. Qiziqroq ketmadir hayda. Hayda. Qo'rqma, tutunma Liliya. Ana tegindara qo'rqaradi. Ana te qizlar yonuna borib keladi tegindagini. Hayda borib qarab, tutunib berma. Aybatgina atlab ber. Vot hayda молодец hayda. Hayda. Qo'rqma. Ana bittagi mavlalarni shekeri ko'rasizmi? Ana tegi partizanni qo'rasin. Ana shekeri. Senda shular shekeri yurib qoladi, te qizlar yonuna borib qoladi. Barabar akirina Liliya. Qo'rqma. Bor, vot молодец hayda. Hayda jiginglar, hayda. Mana hozir kelindi. Kel munda hozir, qo'rqma. Kelav hozir. Vo, mana aybatla. Vo, mana молодец. Mana qo'rqma, hali aning yonuna boring deyman. Aning yonuna bor, qo'rqma. Опущенные органы у всех, кто присутствовал в зале, встали на свои места. Люди даже и не подозревали об этом. Я сама была там. Сестра Рафика Миннебаевича, Равиля Миннебаевна, человек-творец, который сочинил и дарит звучание этому тексту в сотворчестве с родом, родными сестрами и братьями. А мой сыночек Равиль Петрович во всем помогает, монтирует, проверяет, исправляет. Мечтал Рафик Миннебаевич и даже говорил об этом людям, что хочет открыть свой центр. И эта мечта сбылась у него. Уже многие годы народный целитель принимает людей в своем центре в городе Казань на улице Якын. В январе 2002 года решением Высшей межакадемической аттестационной комиссии Минникаеву Рафику Миннебаевичу присуждена ученая степень доктора медицинских наук, психотерапия. Также в 1990-е годы руководство Российской казачьей войсковой организации совместно с атаманом Кононовым Иваном Алексеевичем присвоило Рафику Минникаеву звание генерал-полковник, начальник медицинской службы. Кононов Иван Алексеевич, прошу встать. Генерал-майор, Верховный атаман Объединения казачьих войск России, академик Международной академии информатизации. Я очень рад тому, что Бог сделал так, что, во-первых, встретился я в свое время с Сергеем Васильевичем, с Федором Харитоновичем, благодаря которым я попал сегодня сюда, в Татарию. До этого в Татарии я служил в армии, и, конечно, она мне была знакома, но то было просто, что работа, служба и так далее. А сейчас я узнал еще глубже. И глубже в каком направлении. Я приехал больной, у меня так болела нога, я все время, спина, я все время, не встать, как говорится, не сесть. И вдруг с легкой руки нашего всеми любимого Рафика я вчера просидел целых 13 часов и ничего даже не вспотел, да. Вот это, я думаю, что то, что делает он, и то, что он делает вся его семья, и все окружающие, которые, ему прежде всего спасибо. Я думаю, что наши друзья, которые сегодня находятся здесь, которые сидели в Кандагаре, они тоже в какой-то части с помощью, так сказать, нашего любимого и уважаемого Рафика. И поэтому, уважая наших гостей, я хотел бы самое главное сказать: счастья, здоровья, любви
и оставаться тем, это Рафик. И его супруги, и его сестрам, его отцу, всей его семье. Всех благ. Дорогие собравшиеся, дамы и господа, мне, конечно, сложно говорить так же ярко и емко, как говорили мои предшественники, потому что все хорошее они уже сказали. Тем более люди такие значительные, замечательные, душевные. Ну, пару слов от себя. Я потрясен нашим, в частности, своим визитом в Татарию, потому что я давно этого хотел, я давно мечтал побывать на национальном празднике, посмотреть, как живет народ Татарстана. И то, что я увидел, превзошло практически все ожидания. То, что я увидел в доме Рафика Миннибаевича, тот дух общины, который, к сожалению, у нас уже потерян, и нам приходится возрождать у себя в России, в казачестве. А здесь это присутствует, и присутствует в самом чистом и в самом гармоничном, красивом виде. Бесполезно говорить о том, что Рафик Миннибаевич человек выдающихся способностей. То есть слова русского языка, они не могут выразить то, что он представляет собой на самом деле, потому что это значительно больше и выше. Но он работает не один, то есть вся семья, абсолютно вся семья, все родственники, весь в таком самурайском смысле клан, община, все работают на одном дыхании и с полным пониманием глубины задачи, которую поставил перед собой народный целитель Рафик Миннибаевич. То есть звание народного целителя это как раз именно то, что действительно соответствует человеку, как руководителю огромного коллектива творческих людей. Я немножко тоже занимаюсь медициной, поэтому могу оценить тот огромный вклад, который делает Рафик Миннибаевич. Я очень рад, что мне удалось попасть на эту прекрасную землю, благодаря Федору Харитоновичу и моим друзьям и коллегам. Жизнь с надеждой, верой и любовью. Под таким названием написала книгу Евгения Рязанова. В этой книге она написала, как Рафик Минникаев помог освободиться экипажу из плена Кандагарского. Все дело в том, что я даже не знаю, вырвались бы эти ребята или не вырвались. Мне кажется, они бы там могли остаться навечно. Если бы, конечно, не вот такая огромная помощь Рафика Миннибаевича и, может быть, наше желание помочь вырвать мужей оттуда. Потому что в течение года вся работа, которая велась правительством, она практически пришла к тупику. И это признал сам Акулов прямо при нас. Вот. И вот уже вот такая тупиковая вот именно ситуация, она еще раз привела нас к Рафику Миннибаевичу. Это было 1 июня этого года. Вот. Первый раз вот мы обращались в августе месяца прошлого года, но там, в сентябре, по-моему. В сентябре, да, 29 или 28 сентября. Вот. Но тогда, видно, было, может быть, еще такое положение, что вмешиваться, может быть, Рафику Миннибаевичу не было необходимости. Может быть, действительно там какие-то работы начинались, и какая-то надежда в работе самого правительства какая-то могла быть. Вот. А вот в течение года, год уже сам по себе показал, что результаты никакие. Надеялись еще, вот мы в декабре месяце, что ребят освободят. И очень ждали, и рассчитывали именно на 30 вот это декабря. И то, что произошло 30 декабря, все, это просто-напросто, я считаю, опустило руки работу всех органов, всего правительства других стран, и нашей страны, и нашей республики, и Татарии в том числе. Вот. И поэтому я говорю, вот такая уже безысходность, она просто привела нас к Рафику Миннибаевичу. Я сейчас очень благодарна тому, что он не отказал нам в помощи именно тогда, вот в тот день, в тот момент. Он подал нам руку помощи. Я просто не хочу сейчас говорить о благодарности в свой адрес, своего здоровья и так далее, это совсем другое. Вот я буду говорить только о том, как произошло спасение вот этих вот летчиков.
Потому что, в принципе, это никто не знает. Но я думаю, что об этом будут знать, потому что я для этого сделаю все, что необходимо, чтобы это все прояснилось и все это выяснилось досконально. Я говорю, нас привело просто уже такое несчастье, такая безысходность к Рафику Миннибаевичу. Вот. И именно, что вот он сказал, вот когда мы пришли уже вот с Мариной 2 июня за литературой и за кассетами, которые вот он обещал передать ребятам. Вот, в результате уже чего начиналась его прямая деятельность с талибами, минуя все правительственные бюрократические органы. Вот, мы пришли с Мариной, и он нам сказал, что в наших руках всего 2 месяца. Именно за эти 2 месяца мы должны передать весь этот материал ребятам, и чтобы этот материал попал именно талибам в высший эшелон власти. Вот. Срок 2 месяца. То есть дальше, вот он сказал, что дальше он этим ребятам помочь не может. Ну вот, а если уж, извините, Рафик Миннибаевич не может помочь дальше, да, то есть можно было сразу предположить, какой исход ждал вот этих ребят. То есть август месяц, он как ясновидец, он в принципе знал, что произойдет. То есть ребята давно готовили побег, они рассчитывали на него любым способом, любым образом, да. Вот. Но исход этого побега ребята не знали и не могли знать, и мы точно так же не могли этого знать. Вот. Могли знать, естественно, только ясновидящие люди. Именно те, которые могут что-то предсказать и помочь реально. И вот эта реальная помощь, вот она была вот 2 июня, когда мы получили от Рафика Миннибаевича те материалы, которые необходимы были, чтобы они дошли до этих талибов. Если вот. Помните, я тогда ведь сказал, без меня эти кассеты будут работать. Я так сказал? Да, и литература, и да, вот все, что я вам передал. Да, единственное условие нужно было, чтобы этот материал попал да, в руки. Туда попал. Да, верхний талибам. Да, талибам верхний эшелон. Вот. Отправку мы обеспечили с Мариной качественно. Этот материал весь дошел, ребята его получили. Вот. И по возможности ребята передали. Причем передали даже, по-моему, в руки Рабани, потому что, ну, по крайней мере, ему материал наверняка этот дошел. Почему? Потому что весь этот год он не был у ребят. Он не знал, где они, что с ними и как. Вот, он с ними не общался. А тут, после того, как этот материал попал, он их посетил уже 2 раза. То есть это уже говорило о том, что материал там, где нужен. Да, уже работал. Да, уже работал. Да. Здесь вот. самое главное ваше желание и ваше старание. Если вы не нашли бы меня, то этого не было. Это 100% гарантия. Если вы не настаивали, не искали меня повторно, этого не было. Этого не было. Я говорю, это просто вот привела уже та безысходность, та тупиковая ситуация, в которую пришли в деле освобождения ребят. Тогда ведь в первой встрече я что говорил? Быстрого освобождения не будет. Не будет. Так и было. И я этому генеральному директору сказал, подключите меня в комиссию. Да. Но они этого не делали. Он пообещал вам, но выйдя из вашего кабинета, там вот все, захлопнул дверку машине, он уже сказал, ну нет, конечно, что вы, это же даже говорить об этом нечего, мы и без него справимся. Ну вот результат показал, как справились. Вот этот показал. Жизнь заставила. Жизнь все равно заставила прийти к вам и попросить, я говорю, вот этой реальной помощи. Ну тогда, наверное, и все вот эти, да, уже с пониманием. И вот эти вот все случайности, с которой они вырвались, эти случайности, они не случайны, потому что их слишком много. Потому что в каждой из этих ситуаций, которая происходила и которая подыгрывала в их пользу, они где-нибудь, но могли споткнуться. И где-нибудь на какой-нибудь из этих вот ситуаций, там сколько просчитали, по-моему, кто-то даже просчитал 28 таких ситуаций, да, вот, они могли погибнуть. И самая большая вероятность, это то, что вот они летели на высоте 50 метров, где вот огромный самолет
мощный, его болтает вот так вот, и он мог в любой момент плюхнуться, вот там была бы 100% гарантия погибнуть всему экипажу. Если бы они все вот эти моменты проскочили, то на этом они бы не проскочили ни за что. Это был самый острый, самый тяжелый момент. Знаете, что я делал бы? Вместе Ельцина. Вам дал бы героя. Лично вам. Мне дал орден свой, повесил на грудь. Рафик, вот самое главное, вот эта женщина, которая сидит перед вами, это самый главный роль играла. Потому что она настаивала, она встретилась с вами. Рафик, суть в том, что было, то не отымешь. И поэтому она тебе благодарит, а мы все сидящие поддержим ее благодарность. Нет, давайте я еще закончу. Все дело в том, что ребята еще сами придя, вот даже мой муж, вот вернувшись, они еще не осознали того, что произошло. Они даже не поняли, потому что они вернулись, они считают, они сделали пока свое дело, мужское дело, вырвавшись, лезли вот на эти пули под, как их называют, автоматы. Вот, и они еще не осознают, что в конце-то концов произошло. Все считают со стороны внешне, для нас все это чудо, а это чудо никто не может объяснить. И сейчас во всей прессе и все начинают искать пути, как бы можно очернить и экипаж, и кого-то еще, находя разные пути, ну, самые грязные, можно даже сказать, чтобы объяснить вот это вот то чудо, которое произошло. Но никто не скажет, что это действительно помощь Бога, помощь Высшего и помощь человека Рафика Миннибаевича, который действительно оказал нам неоценимую помощь. То, что вот сейчас вот мужья рядом с нами, это огромное счастье. Вы даже не представляете, какое огромное счастье. Потому что вы со мной работали, они же не знают практически. Их обвинять про это нельзя, конечно, пока не... Да. Время покажет. Да, время. Просто время нужно. Пока они практически меня на лицо не знали, и что я могу делать, и это они практически не знали тоже. Пускай изучают меня сначала. Я же так говорил тогда тоже. Пускай изучают и они, и талибанцы изучают меня. Экипаж приехал в гости на Сабантуй, который организовал Рафик Минникаев. И они рассказали об этом прямо на сцене Сабантуя. Дорогие односельчане, гости, мы все знаем, какие трудности провели наши летчики вдали от родины, от семьи, от детей. Даже вот ребенок у одного говорить не умел. Приехал отец, он говорил: дядя, здравствуй. Вот дети, сколько ждать? 1 год и 2 недели. Это нам только легко говорит. 1 год и 2 недели. Это очень тяжело. Это они сами только знают. Об этом будет говорить вам жена Рязанова Виктора, Рязанова Евгения Васильевна. Пожалуйста. Добрый день, дорогие гостеприимные жители этой деревни. Нам всем очень приятно видеть здесь ваш праздник, красочный, веселый, на такой прекрасной панораме, на готовой сцене, готовой, данной, знаете, самой природой. Сейчас особенно, вот, знаете, все это воспринимается совершенно по-иному, от того, что весь год для нас был довольно тяжелым периодом. Годом, в общем-то, настолько затянувшимся от того, что вот это вот само несчастье, оно у нас отодвинуло все праздники назад. Практически вот весь этот год мы жили день за днем, буднично. Для нас был что праздник, что обычный день, ничего, собственно, не значило. И вот это сегодняшние дни, вот эта неделя, сегодняшний день, это буквально вот первые дни наших праздников. Почему? Потому что 16 августа, день, когда ребята наши вернулись, когда они вырвались оттуда, вот, этот день фактически мог быть днем траура для нас, собственно, для наших семей. Почему? Ой, мне сейчас даже так трудно и тяжело об этом говорить, потому что об этом можно говорить очень много и очень долго. Вот. Но все дело в том, что
этому счастью и этой радости мы должны благодарить Минникаева Рафика Миннибаевича, жителя вашей деревни. Вы просто должны гордиться тем, что этот человек является здесь, живет рядом с вами, является жителем, вашим односельчанином. Именно он помог ребятам вырваться из этого ада, который они вот пронесли в течение года. Я говорила, вот, что этот день мог бы и не наступить. Но дело в том, что когда уже в течение года уже было понятно, что исход ребят практически уже решен, что правительство ни России, ни Татарии не имело уже никаких таких сильных решений, чтобы спасти этих ребят, чтобы освободить их. Вот. В том плане, что пришли в тупик и не знали выхода для освобождения этих ребят. Вот. Именно вот это вот нас уже привело к Рафику Миннибаевичу. То есть это был последний этап, последний шанс какой-то и последняя наша надежда. Об этом уже расскажут сами ребята. А мне бы вот хотелось еще раз поблагодарить Рафика Миннибаевича от всего сердца, от всей души за ту радость, которую он нам представил, которую он нам преподнес. Это счастье, это огромное счастье, когда мужья возвращаются обратно домой, когда они рядом с нами. Мы можем рассказать. Немножко расскажите чуть-чуть. Дорогие друзья, очень рад присутствовать на вашем празднике, на нашем любимом Сабантуе. Ради этого только стоило бежать из плена. И сказать большое спасибо Рафику Абу, что пригласил посмотреть на вас, на наш праздник. Спасибо вам большое. Я очень рад, что в этот праздничный день нахожусь рядом с вами. И очень рад, когда мы находились в Кандагаре. Многие мы знали, что переживают, и надеются, что все-таки мы вернемся. Какая бы ни была ситуация, а ситуация была, не из легких, в общем-то. И я рад, что мы сейчас находимся здесь, и в этот праздничный день мы вас всех поздравляем с праздником, желаем большого-большого счастья и здоровья. Дорогие друзья, мне очень приятно видеть ваши радостные улыбки, теплые взгляды. И я поздравляю вас с праздником. Я очень рад, что нахожусь вместе с вами и разделяю вашу радость. Поверьте, нам очень часто хотелось в течение года, вот хоть на минуточку, на секундочку почувствовать часть вашего тепла. Мы всегда чувствовали его рядом с нами и никогда не забывали. Я жму ваши крепкие, трудовые, натруженные ладони. Желаю вам крепкого здоровья, всяческих успехов в жизни, радости, счастья, любви. Всех вам благ. Кадерле авылдашлар, хөрмәтле кунаклар, монда менә сөйләп киттеләр инде русча әйтеп. Бу безнең Кандагардан кайткан летчиклар. Приссада язылганча түгел ишеткәнегезчә, котылуның сәбәбе. Приссага мин аны әйтмәскә кушкан идем, башта минем катнашкан эшкә. Ул алга таба чыгар бу. Соңгы теге ышаныч булып, миңа өметләнеп килгәннән соң мин ярдәмгә алындым аңар. Монда здесь главный виновник торжества перед вами вот эта женщина. Эта женщина, она добилась встречу со мной, настаивала и потребовала, как бы скажем, освобождения от меня этих летчиков. Я ей сказал во время встречи, мы с ней встретились уже в сентябре месяце 95 году. Как они остались там в Афганистане, через месяц она обратилась ко мне, когда я работал в Казани, казанских сеансов. Они были тогда с генеральным директором авиакомпании «Аэростан». Я тогда им сказал, быстрого освобождения не будет. Это в прошлом году было дело. Я попросил
чтобы они включили меня в состав комиссии на переговоры. Но такого не было. Жизнь, заставила их вернуться ко мне только через год. Через год. Но я тогда был согласен помочь. А вот когда уже последний раз она обратилась, я уже взялся серьезно, потому что обращение Ельцину, обращение к Клинтону не помогло. Это было уже после выборов. Они практически, эти летчики, никому не нужными стали уже. Для них только главное беспокойство было, жены беспокоились, и они сами, летчики, беспокоились. А остальные люди, для них вовсе не интересовались они уже с этими товарищами. Но у меня душа не такая, кто обращается ко мне за помощью, всем постараюсь помочь. Всем постараюсь помочь. Я принял обращение, но сам не хотел выехать туда, в Кандагар, потому что там идет война. Всякое может быть. Я отказался до тех пор, пока не было у меня встречи с нашим министром иностранных дел, товарищем Акуловым в Кремле. Мы встретились с ним вместе с супругой одного члены экипажа, и там мы договорились. Назначили честно, я должен был выехать на переговоры в Кандагар. Но этого не случилось, это вина не моя. Документы не смогли подготовить вовремя. И когда второй выезд должен быть, тогда уже наш Акулов, министр иностранных дел, он уже заболел. Это тоже какая-то причина была. Я таким образом не смог выехать сам за пределами нашей страны. Но когда я передавал книжки, календари, кассеты во время разговоров с Рязановой, я ей сказал, даже без моей помощи на расстоянии они сами уже разберутся. Это мое последнее слово было. Как и случилось на сегодняшний день. Перед вами в полной целости и сохранности экипаж самолета. Не только они, и сел еще самолет вернулся. Это фантастика. Фантастика на сегодняшний день для простого человека. А кто понимает глубже эту систему, это не фантастика. Также имеется книга «Операция мыслью», собранная шеф-редактором Илгазиз из серии «Люди Татарстана. Некоторые добрые дела и благодарности народному целителю» Рафику Минникаеву. Диалог из книги «Операции мыслью». Вопрос корреспондента. Это значит, что человеческую судьбу можно изменить? Ответ. Каждый должен пройти испытание, которое ему дано. Код человека построен так, что его можно полностью изменить. Наверное, вы наблюдали, если человек с плохим характером и с плохим влиянием попросит прощения и изменит свое поведение, то его судьба становится нормальной. По словам Рафика Минникаева, можно понять, что каждый человек в ответе за свою жизнь, и каждый сам выбирает путь, образ жизни. Вопрос. Как идет процесс лечения? Ответ. Весь лечебный процесс состоит из 2 периодов: посещения лечебных сеансов и времени, необходимого для полного восстановления здоровья. Некоторые пациенты, забывая о втором восстановительном периоде, по окончании сеансов начинают роптать, говоря: лечение не помогло. Процесс лечения и выздоровления надо включить образ жизни, не употреблять спиртного, не перегружать себя физически, не нервничать, соблюдать благоразумие, делать людям добро, помогать нуждающимся. А ведь сам Рафик Миннибаевич в своей жизни не пробовал алкогольные напитки и никогда не курил. Собирались мы, родня и гости,
У брата Рафика Минникаева Счастинка. Он виделся с Джуной, она его уважала. И вот на дворе 2025 год. И сегодня Рафик Минникаев верен своей профессии народного целителя с благодарностью Создателю, всем помощникам, сотворцам, светлым силам, ангелам, энергии рода, мудрости людей первоистока за такой дар, за возможность помогать людям восстанавливаться, становиться здоровыми. Умение благодарить – это благодатный инструмент человека-творца. Kazakstanlılar 90-cı yıllarda bütün dünyanı dürletken Rafik Efendi isen sağ hem rahatlanıp paralar kırı var jıkanka rahmetlerin ciddirip yaşamıyor. Şolay mı? Человеку, живущему на Земле, главное – здоровье. Каждый человек лично сам ответственен за свою жизнь, за свое здоровье. Возможно, от незнания присущего человеку образа жизни. Да и причин много, чтобы появились ситуации, причиняющие боль человеку, когда сам не может найти выхода из этих круговоротов, турбулентности жизни. Человек ищет поддержку со стороны. Приходит человек к народному целителю с разнообразными просьбами. Я сама много раз видела, слышала, с какими вопросами и просьбами обращаются они, начиная от болезней до потери вещей, или продажи дома, или поиска работы. Многим девам прекрасным, которые многие годы мечтали о ребенке, но не получалось. После обращения к Рафику Минникаеву у них рождались дети. Bu abilerin seansta yetecekler. 28 bergen 25 noyabrda taptık koşup durma kel güzel. Hayır, hayır. Kız alganda yalmağazdın kel. Hayır, bu abine gelip duramam mıyım? Nasıl abine getirdim? Ne tapmadım diye. Ne bu kızın annesi bulaydı bu olay sen namınsa. Mene enisi etme uydum tutkan. Bu nisik bulasın oyunda. Sıra bolgan mı bebeğine teki? Hayır. Yarar молодец. Koysa seyan istayını, koysa yılını. 94 fevralinde mine bala sıragan bulgan indi bu. En ikisi bula bit indi. Mine balası özü yanında indi. Görəsiz mi? Молодцы, молодцы. Hayır. Слышала, как одна мамочка пришла через 18 лет после рождения сына, поблагодарила и просила уже за него. Большое вам спасибо за то, что вы нас лечите, за вашу любовь к Минникаеву, за то, что можете нам помочь. Большое вам спасибо. Спасибо, благодарна сердечная от меня, от моей семьи, за то, что вы мне подарили сына. И я до обращения, у меня же ребенок. А потом, когда ходила к вам, уже все. Такая возможность появилась, я лечилась. И вот у меня есть сын, ему уже скоро 18 лет будет. 18. 18. Да. А до обращения, по-моему, мне не получалось. И после обращения ко мне получилось Да. Это было в 2005-м. А, 2005-м? Да. 2 сеанса он это давал. Здесь, да? Да. 2 сеанса это до 10, и вот в 10 до 12, и потом с часу до 3, по-моему, он давал. Я по 2 сеанса принимала. И тетя еще со мной ходила. С тетей ходила. Тетя сказали, что жить не будет, с Ульяновска. Ей пару месяцев только поживет. Вот она сюда приехала, мама ей сказала. И мы ходили с ней, сеансы принимали. Она ходила, что у нее опухоль была в голове. Но после этого она 10 лет прожила. Вот так. Вот, да. Даже дети, вот недавно 40 лет, когда было в том году ей, 40 дней мы ездили, все спрашивали они, кто ходил, почему. Ну вот мы ходили, что так вот это дало, это очень помогло сеансы.
Потому что врачи сказали, пару месяцев поживет и все. Опухоль мозга была у нее сильная. А вот насчет сына? А насчет сына у меня до беременности, ну вот я 8 месяцев беременности у меня было, у меня ребенок умер. Не спасли, мы приехали, мне кесарили в районе, вытащили уже мертвого ребенка. Потом через 1,5 года сказал, ну, лечись это. Я забеременела, была замерзшая беременность, опять меня почистили. И вот и после этого я пошла к Рафику Миникаеву на сеансы. Лечилась, потом муж даже привела, чтобы полечился. С тетей ходила, Хаятопой. Вот забеременела, и мальчик у меня родился, Анвар. Вот. Ему скоро 18 лет будет, 20 ноября. После 18 лет пришли опять? Вот я потом после этого не ходила к нему на сеансы. И тоже забеременела. Забеременела, но я не ходила к нему. Не ходила, и у меня на 5-м сроке опять вот это началось. Я поехала в больницу, меня кесарили, ребенка вытащили, но ребенок не прожил. 3 дня только. Это вот тот он 5-го родился, 13-го в этом году было. 5-го он родился, и 8-го марта умер у меня. То есть я хочу сказать, что без его помощи у меня не получается. У меня не было этого. Ну, выносить не могла я. А сейчас один ребенок? Да, так и есть. Один вот сын. один. Все, а что вы хотите сказать вот Рафику Минибаевичу? Большое спасибо, сердечная благодарность, то, что он всегда помогает. Более 30 лет он уже. Да, он мне людям уже помогает, да. Да. Где-то с 2000 года, да, вот, ну, я еще с ним познакомилась, когда еще замуж не вышла, лет 18-20 мне было. Мы с сестрой ходили, я просто ходила в сеанс полечиться, потому что я маленькая ростом была. Кто-то сказал, что типа он кому-то обещал девочке, что она вырастет. И мы вот тогда пошли по Комсомолец, где Павлюхина было. Вот туда мы первый раз ходили. Ну, понравилось очень. Очень понравилось. Была там, да? Да, я была вот с сестрой в зале. Мы просто посидели, полечились, и потом пошли в кафешку, вот поели. Вот это помню состояние. Приятно очень было, радостно. Народу было. много было там, Народу было очень много. Вот. И, ну, вот эти сеансы, они все равно помогли мне. Когда вот я еще замуж не вышла, я еще думаю, вот что-то у меня не складывались отношения. Думаю, ну и ладно. Если кому надо, сам придет. И у меня муж, сам сосед, рассказал про меня. Говорит, вот такая девушка есть это. И он его привел, сам пришел. Так получилось. То есть помогает по жизни, в судьбе даже. Все, благодарим. Я тоже благодарна. Благодарим, Рафик Минибаевич. Большое спасибо, Рафик Миникаевич. Вам счастливой жизни тоже. Спасибо. Спасибо. Пусть дает нам живительные сеансы. Да. Мы очень рады. Спасибо большое. Спасибо вам большое, что да. Спасибо. Mahkamah digana no usir mahkamah untuk itu teriakan nara sos na eta ella kola dimitam na mette siyastan kukitman Очень много таких случаев, ведь люди, приходившие к нему, многие уже отчаявшиеся в жизни. Почти со всеми вопросами справляется народный целитель, дает советы, как родитель. Он слушает терпеливо, с затаенной улыбкой, радостной и отвечает: «Хорошо, сделаем». Эти его слова результативно действенные. Действительно, частенько приходят к нему как к родному человеку, с надеждой, а главное верой. Заторможенное счастье тела, частично оставшиеся малоподвижными, начинают двигаться нормально. Как быстро он исправляет сколиозы, особенно у детей и подростков. Где приехал с Перми? Ты приехал. Поэтому. Olmadı beni hadi. Yasarat etmeden sonunda tek 3-4 qo'zg'atib yotasangiz. Men bitindi. Skalyoz bitmadi hadi. O'zi biladi. Здесь будто спина шире, а здесь уже, да? Тоже он яктанмында. Правосторонний. И грудной террасиндан. Где он? И Сутой области есть еще.
Она что-то такая скалёная, такая там тут. Мойнында тоже шишкасы бар. Сутулость тоже не идем. Да, когда скалёр нормализуется, сутулость проходит, нормализуется она. Или если он все полностью казано нормально и балдями, и крупный план да. Вы безден покупатель, мужчина покупатель. Я покупатель. Я вот умею товардар надо давать, а продать надо товардар. Здесь покупатель купили действительно. Плохо. Илья, крупный план? Да, крупный. Видно мы? Güzel, parmaklarına bakasın, ona kadar kesin. Şimdi güzel kema kadar, güzel stat. Bu yakarak şimdi bunlar aktivite, ikutятся. Вот правосторонний. Здесь сутулость есть, шишечка. И тоже отек справа. Больше уходит направо. Все вот это. Скрывление. Всем видно надо. Сергей Кульна Марсакла. Куда не видно? Я начну работать. Возраст. 29. Güzel. Bu silimdeyken bu silimdeki. Конечно. Все. Я начал работать. Смотрите внимательно. Сверху идет протез. Сверху нормально идет. Движение нормально, ёпма? Будущее кызарды. Кызарды. Да, вот такие нагрузки была, они там же процесс идет внутри. Цвет кожи меняется из-за этого. Шишка, напряжение там вот. Позвоночник, короче. Ты что чувствуешь? Боль чувствуете? Нет, греет. Лицо покраснело даже. Я вам товар не видел, но деньги. Покупатель усада, адрес. И по позвоночнику красное прям идет. Куринами? Да. Молодцы. Ну, мы мировой рак и тянем. Именно 100 лет тому назад делал. И массовой, десятками ставим меня на сыну и исправим. Конечно. У меня же тысячная аудитория была. Я же проводил сеансы, тысячная аудитория. Тысячные. Залы были переполнены. Выходить остаток на нему. Миндей пора. Вроде меня возраст смещающий фактор, да, но идет нормально. Нормально идет, нормально. И если она программа каждая. Ну, через экран немножко вот тут эта краснота не передается, но здесь очень сильная краснота. А в жизни прям, да. Ну, здесь на экране немножко, да, вот, что с правой стороны прям движение идет. Мешающий фактор, когда надо. Очищать надо. Мешающий фактор есть. Что-то мешает. А я вот так усилить и так. О, все, какие-то движения. Просто усилить. Какие-то.
Движение чувствуете? Не больно? Слева возле шеи болит. Слева. Он как раз толкается на бунделяне. Позвольте, налево толкает вам. Правая сторона его вашмина на термине, на термине. Ставлю на месте дисклара. Если просто так руками работать, вот обратно возвращается на прежнее состояние. Надо сделать так, чтобы обратно и возвращалось в прежнее состояние. Потом на миндере на сейчас качаем на кириллю на пася какой толк? Наша задача нормализовать там и до конца жизни. Справа по-моему еще появились. Пониже. Шея видно. Курняться? Движение лара видно вам? Видно? О, что мне совсем потерял. Рулан что ли? А? Я потерял. Нормально стало, что ли? Ну-ка, наклон на сами. Болды. Как чувствуете сами? Да, пора. Лекция. Мында кимеде. Все симметрично. Вот сейчас позвоночник. Ну, я как вижу. А до этого вот с левой стороны меньше было, с правой больше. Сейчас вот симметрично. Прям по экрану. Да, все. А нормально стало? Нормально? Не нормально. Да, и вот со спины, сбоку, то есть. Все сел на месте. Нормальный покупатель был до меня. Нормальный? Отлично. Все, молодец. Да, молодцы. Все, я начал работать. Смотрите, наблюдайте. Движение лар видно? Хорошо, взял так, хорошо видно. Видно? Да. Сейчас я курнаме движение с колета. Точно курнаме. А сега больше чувствуете? Что чувствуете от организма? Есть? Чувствуешь меня? Что делаете? Двигается. Илья, сидь внимательно, я снимай хорошо. Движение лар видно, надо? Видео видно, движение лар? Или не успел он соображать? И крупный план наберем. Да, крупный. Так. Пульсирует. Друзья, вместе. Сыркина? А синда сыркитарис? Серьезно? Молодец. Сина Хадратдина тоже будем. Тоже будем развивать синда? Молодец. Ну как он так, Гузя? Yok там ko'proq silkinib. Yo'q, hozir уже витамин укладывается, hozir теги, наверное, полностью восстанавливается уже организм. Скажем, меня уже нормально, у меня уже нормально, там тоже должен быть нормально. Еще идет процесс. Движение есть спины? Да, движение прям идет. Вера, молодцы. Сыркана bu yakında. Сыркана üstüne sıkıntı. Надо он правый. Мында возраст нечейді ма? 11. 11. Возраст 11, бұл самый теги нормальный возраст енді. Я недавно начал принимать людей через международный интернет. Начал показать свои возможности планеты Земля. Я работаю больше 27 лет, раньше не выходил с
Перед этим я принимал людей первый раз, где-то 2 месяца там назад. Она да, уже отошла. Принимал немцы из Германии, француза, итальянца. У меня пациент на сегодняшний день из Японии. Возраст 64, проблем много у него. Он собирается приехать сюда, в Казань. Уже виза делает. В конце ноября будет здесь. Японский клиент собирается сюда. Ну и другие тоже хотели сюда приехать. Я им пока не разрешил, потому что я могу работать на расстоянии. У нашего дома, да? А нравится не сильно нравится. Ну, посмотрим. Тенсенция какой степени, скажите? Ну, тоже правосторонний. Правосторонний. Скажи, согласны правосторонний. Hazır münaviydi. Sen hazır iyili bolar, naklodil. Nakullarım, söz kullarım, dostan. İki kolum bilen deydi. İki kolum bilen. Вперед, двумя руками. Iyili bol, ровный манилай. Да. Да, ой, спасибо. Мне, родной сестре и моей семье, он помог много раз. И как целитель, и как брат. Случаев много. Бывает, мы тоже обращаемся за помощью к нашему брату, как к целителю, и он помогает результативно. Благодарим его за помощь во всех отношениях. Опущенные органы он поднимает на свое место за секунды. Человек может задавать ему другой вопрос, а он сразу видит опущение в животе, в желудке, почках. Пока человек говорит, он уже ставит их на место. Ведь часто бывает так, что именно опущение органов дает дискомфорт, является причиной многих болей и даже болезней. Если долго будет жить человек с опущенными органами, бывает так, что давно не поднимающаяся рука поднимается прямо на глазах. Рафик Минибаевич, скажите, пожалуйста, каким образом вы достигаете подобных эффектов, подобных результатов? Это начинается с того момента, когда мне дали силу из космоса. Вот это все делает космическая сила. Я просто здесь командир и командую. Мысленно делаю операции на органы. При помощи мысли передвигаю органы с места на место и могу менять орган, любой орган на любом расстоянии. Здесь при помощи мысли я могу делать операции на органы. Мысль – творящая энергия. С помощью мысли творятся даже все рукотворные предметы вокруг человека. Ведь сначала человек думает, что он хочет, как он хочет, чтобы желаемое получилось. Проектирует образ желаемого в уме. Потом на бумаге делаются расчеты, чертежи. Даже в каждодневных житейских делах человек сначала думает, мечтает, представляет, как он сделает свое желаемое, с чем он думает, мечтает, создает мысли-образы. Уверена, что все люди знают, что эта мысль, энергия мысли, присущая только человеку, участвует в этих творческих процессах. Само собой, материализация образов сопровождается энергией жизни. Вот и воплощаются нужные, желаемые мысли-образы в материальном плане. Ведь говорят, куда направлена энергия мысли, туда и направляется энергия жизни. Будьте дальновидными. Это слова нашего отца Минникаева Миннебая Минникаевича. Возможности мысли одного человека такие огромные. А если соединятся мысли многих людей для совместного творения добрыми образами, жизнеутверждающими, то возможности сотворения увеличиваются во много крат. Народный целитель Минникаев Рафик Миннебаевич очень хорошо управляет своей мыслью. Он находит с помощью ясновидения, ясночувствования, да еще он очень хорошо знает анатомию, строение человека. Он знает первичные
самый здоровый образ тела и души. Каким должен быть здоровый образ тела? А когда видит человека, просящего у него помощи, искажения, поломки, опущения и так далее, вот туда направляется его мысль, уже с готовым здоровым образом, устраняя поломки. Мысль Рафика Миннебаевича может действовать исцеляюще на расстоянии, но почему же у тех, кто обращается к нему за помощью, или у людей, обращающихся к врачам традиционной медицины, своя же мысль мало способна действовать исцеляюще на самого себя, или даже вообще не допускать любой сбой в организме? Этот вопрос остается открытым. Пусть каждый сам или научные деятели найдут ответ. Как вот вы, как ученые, относитесь к тому, что Рафик Миннебаевич использует те средства, те приемы лечения, которые абсолютно не изучены, неизвестны науке? Ну, я бы не сказал, что это не изучено. Уже известно, существует биополе, есть энергетическая возможность человека, в зависимости от того, какой степенью человек владеет ими. Это вот именно похоже, что этот человек владеет их в совершенстве. И этот человек максимум энергии, воздействуя на ту или иную область, он способен исправить те изменения, деформации, которые наблюдаются, которые уже имеются, и избавляет больных, естественно, от этих заболеваний. Большое вам спасибо. Приятно, то, что и официальная медицина, и медики приходят к этой новой науке. Спасибо вам. Спасибо вам. А ведь причины неполадок со здоровьем много. То с глаз, то что-то не то поел. Думал, наследственные, родовые причины, образ жизни, не соответствующий природе человека, Творца. Народный целитель Рафик Миннебаевич заодно очень быстро ощущает эти причины, годами собранные или унаследованные, и потом происходит исцеление. Вот поэтому посетители его сеансов сначала просят прощения и прощают, а это ощущает их. А ведь благодаря его энергии жизни и энергии мысли происходит во многом восстановление. Но, конечно, помогают желания самого человека, и энергия света и любви. Ведь людям известно, что любовь имеет созидательную, живительную силу. Как сказал сам Рафик Миннебаевич, ему помогает вселенская, светлая, всемогущая, любвеобильная энергия Создателя. У него семья крепкая, вот уже более 45 лет вместе дружно с детьми и внуками живут в радости, любви, в мире и изобилии во всем. Жена Рейхана, дева прекрасная, надежная, красивая, во всех отношениях, достойная спутница жизни Рафику Миннебаевичу. Дочери Дания и Ландыш замужем, у обеих по 3 детей, у них хорошие семьи, счастливая жизнь вместе с родителями. А ведь более 100 песен написала Елена Обухова, посвященные Рафику Миннекаеву и его семье, с благодарностью. Благодарим ее за такой прекрасный дар. Роняют нежный цвет березки, приходит радость к людям всем, неся добра привет. Березки. В природе все целебно, и первая листва, и птичий щебет в небесах, и свежая трава. Не зря целителя родили, он дал целение всей стране. Его любовью наделили, любовью к людям и к жене. Он лучик солнца, жила света, здоровой славною судьбой. Так пусть пребудет в жизни этой целитель добрый и родной. Пусть всегда будут цели близкие, далекие и на вечность. Именно цель вдохновляет жизнь человека двигаться в сторону творения, сотворения, чтобы достигать цели, имея цели в пользу здоровья Земли, а значит в пользу здоровья своего, в пользу обеспечения себя условиями жизни, где живительный воздух чистый,
и вода живая, питающая плоть и душу. Пусть все это всегда будет у брата нашего родного и, конечно, у всех людей. Ведь Рафик Миннебаевич очень любит природу, море, воздух морской, небо голубое, солнышко светлое, теплое. Очень любит сад цветущий, плодовые деревья в саду своем. Бакшалар. Аллах. Звуки природы, все по нраву ему. Любит спокойную жизнь, любит семью свою, детей, внуков, любит свое дело. А значит, он любит и людей. А к нам, родным, самые глубокие мысли и любовь. Благодарим его за все. Пусть появляются такие прекрасные мечты, жизнеобеспечивающие, и пусть все мечты сбудутся, пусть все добрые дела вернутся им созревшими плодами, жизнеобеспечивающей энергией. Пусть скорость мысли ускоряется и совершенствуется до бесконечности. Пусть здоровье, образ жизни человека-творца по образу и подобию родителя изначального проявляется в нем во всем. Пусть самая могущественная энергия жизни, энергия любви, живет с ними вечно. Пусть род Миннекаева Рафика Миннебаевича живет вечно в своем родовом поместье, совершенствуя среду обитания. Чистые помыслы у него, добрые намерения и добрые дела для себя, для семьи, для рода и родных. И, конечно, для всех людей. Пусть каждое мгновение жизни его будут празднично радостными нашего дорогого, родного брата. Благодарим его за все. Как он любит говорить, всем спасибо, за все спасибо. А на земле много доброты. Еще больше будет, когда живут люди-творцы, сотворцы добрые, как наш брат. Благодарим чудесных наших любвеобильных родителей Миннекаева Миннебая Миннекаевича и Миннекаеву Миннегуль Аглямзяновну за рождение и свободное воспитание в пространстве любви в доме родительском нашего брата Рафика Миннекаева и всех нас. Самый высокий чин и статус, назначенный высшей природой, это звание всеземное, это честь быть родителем по образу и подобию изначального родителя, создателя, Творца. Наши родители удостоились такой чести, имеют звание родителей 6 достойных детей, внуков и правнуков. Мы просим прощения у них, благодарим и очень любим их на вечность! На вечность! Рахмат сізге. Рахмат Миннебай, шундай яхшы, акыллы малай өстіру үшін. Рахмат. Малайларым бітірсілер, Аллаға шүкір, ішкі тартып елге бұла, шундай яхшы тұрмышта. Рахмат. Сәлемдік саулық сізге, Миннебай. Амин, рахмат өзіңізге. Ярый, сау болыңыз. А теперь поздравления самых близких, родных людей. Рафигым, сен үшін йөрәктән юбилейң белән котлыймын. Сәламәтлегең нык, бәхетең тулы, көчең ташып торсын. Әле бик күп еллар халыкны сөендереп, эшеңне дәвам итүеңне теләп калучы Салих апаең. Минем апай сезнең әниегез, Аллаһ ярдәме белән һәр кемгә ярдәм иткән, үзенең сихри көчләрен балаларына, сезгә барыгызга да биргән. Күңелең тулы мән, хикмәт, кояш нуры кебек балкыйсың, йөзеңнән сибелеп тора нур, кешеләрне бер күрүдә аңлыйсың. Дөнья буйлап йөрисең, әйләнеп,
Тумышың авылдан вакыттан халыкның рухын күтәрү килгән ул нәселдән тумыштан. Син дус та, туган да, табиб та, син ачкыч табасың кешеләр күңеленә, ерактан авырулар киләләр, дәваланырга, сиңа күренергә. Халык табибы булып син танылдың тирә-якка, Рафик җиңмәгән чир юк дип сөйлиләр синең хакта. Тормышың булсын түгәрәк, яшә син мәңгегә бәхеттә, хөрмәттә, күтәрел тормышта биеккә, тәм табып гел шушы хезмәттә. Эшең күп булса да беркайчан онытма туганнар барлыгын. Рәхмәт Аллаһка безгә сине биргәнгә. Рәхмәт сиңа безнең шундый туганыбыз булганга. Рәхмәт Жизни белән апайга 6 баланы шундый үзенчәлекле, кешелекле, ярдәмчел итеп үстергәннәренә. Мин сезнең белән горурланам. Рафик, сиңа атап язган шушы шигырем булсын сиңа бүләгем. Хыялларың чынга ашсын, бар теләгән теләгем. 25 ел Яруллина Салихадан. Амин. Абыебыз Камил Минникаев котлый үзенең гаиләсе белән. Безнең өчен якын һәм кадерле булган туганыбыз Рафик. Сине 70 еллык юбилеең белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сиңа иң беренче тазалык, саулык, тынычлык. Бергә Райхана белән тигезлектә, тынычлыкта яшәргә насип булсын. Бүгенге көндә эшли торган эшләреңдә һәр вакытта да килгән кешеләрне шатландырып, алардан һәр вакытта да рәхмәт алып, бу дөньяда матур гына озын гомер белән яшәргә насип етсен. Мин Камилнең теләкләренә барысына да кушылам. Тазалык, тигезлек, тыныч тормыш сезгә. Иң изге теләкләр белән Тагил шәһәреннән туганнарыгыз. Исәнмесез, хәерле көннәр Нижнекамский шәһәреннән, Минникаев гаиләсеннән. Рафик абый, без сине чын күңелдән олы юбилееңдән котлыйбыз. 70 яшьлек юбилееңдән. Сиңа самый главный телебез исәнлек, саулык, тазалык һәм бәхет белән шатлык. Йөргән юлларын уң булсын. Эштә гел сиңа уңышлар телибез. Янында гел әйбәт кенә кешеләр булсын синең Рафик абый. Без сине чын күңелдән яратабыз. Обнимаем сине крепко. 70 юбилееңдән сине. Тагын бер мәртәбә. Самый главный исәнлек, тазалык, саулык, Рафик абый. Менә мин дә кушылам шушы котлауга. Рафик абый, сине юбилеең белән, 70 яшьлек юбилеең белән, сиңа самый главный исәнлек, саулык. Райхана апай белән шулай да озак итеп, матур итеп сезгә яшәргә. Амин. Булсын, язсын. Мин дә бу сүзгә кушылам. Бөтен туганнарга кем бу видеоны карый бик зур сәлам. Рафик абый, сезне юбилей белән котлыйм. Сезгә телим самое главное здоровье инде. Сезнең зур гаилә белән матур һәм тату яшәргә телим. Шулай булсын, амин. Менә Рафик абый, Нижнекамскийдан сәлам, племянниктан. Давайте всем привет анда. Бөтенегезгә сәлам, Райхана апай, Даниэль, кемнәр карый, Ландыш. Бөтенегезгә сәлам. Рафик абый, 70 яшьлек юбилей белән син тагын бер мәртәбә. Самый главный исәнлек, саулык, Рафик абый. Давайте, пока всем. Всем пока, котлыйбыз. Пока. Безнең кадерле туганыбыз Рафик абыебыз. Сине чын күңелдән 70 яшьлек юбилеең белән котлыйбыз. 70 ел дәвамында синең көчле харизма, илекле җан һәм зур йөрәк белән дөньяны сөендерәсең. Ләкин безнең лауреатка ял итәргә әле иртәрәк. Бу тормышта сиңа барысы да билгеле һәм аңлаешлы кебек. Алда бик күп кызыклы әйберләр бар әле. Сиңа бу дөньяны өйрәнү һәм ләззәтләнү өчен зур сәламәтлек һәм көч телим. Райхана апай белән бергә озын матур гомерләр кичерегез. Балаларга зур уңышлар һәм матур тормыш телибез. Оныкларын сине сөендерсен, үзенең уңышларын белән.
Матур юбилей белән котлаулар шын күңелдән. Сиңа булган изге хисләр чыга күңел түреннән. Сәламәтлек алып килсен һәр көн нурлы иртәләр. Гомер юлында очрамасын җиңә алмаслык киртәләр. Үтсен тормыш мизгелләрен бәхетле тулы көннәрдә. Елмаюлар кимемәсен синең нурлы йөзләрендә. Юбилеең белән. Рәзилә Миннебаевна котлый үзенең гаиләсе белән. Безнең өчен иң якын һәм кадерле булган туганыбыз Рафик абый. Сине туган көнең, юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Барлык яхшылыкларың, ярдәмнәрең өчен шиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Зур гаиләбез Фәхретдиновлар. Кызыбыз Гөлнара, кияүбез Рамил, кызыбыз Нурания, улыбыз Нуршат, улыбыз Рәзил, киленебез Земфира, кызыбыз Камилла, улыбыз Кәрим, улыбыз Рушан, киленебез Олинә, кызыбыз Султана һәм бүгенге көндә үз яныбызда яшәүче улыбыз Айнур. Барлык кешеләрне дәвалап, сәламәтләндереп, сөендереп яшәүче Рафик абыебызның үзенә кояштай озын гомер, корыштай нык сәламәтлек, шатлыклар һәм мул тормыш телибез. Бәхетле бул. Барлык хыялларың чынга ашсын. Иң изге теләкләр белән сеңлең Рәзилә, кияүең Ришат һәм барлык балаларыбыз. Гаиләңнең җылы учагы мәңге балкып, гел үзенә тартып тора. Иң кадерле кешеләрең Райханаң, кызларың, кияүләрең, оныкларыңның яратуында, хөрмәтендә яшәүеңне телибез. Когда в этой жизни нам плохо бывает, здоровье подводит, карьера страдает, мы ищем опору, поддержку, плечо. То самое, что от тоски нас избавит, покой нам вселит и вниманием одарит, излечит все раны, надежду внушит, которому всяк за советом спешит. А нам насчет этого всем повезло. Есть в нашем роду народный целитель. Рафик абый, так мы к нему обращаемся. Он уважения достоин и славы. Он человек неподвластный себе, строгий и добрый, честный и трепетный, верный народу, работе, семье. Щедрость его не имеет границы. Он помогает не только родне. Он всегда рядом, хоть так далеко, чувствует душу и сердцебиение, чувствует боль и проблемы людей, лечит болезни он силой своей. Наш дорогой, всеми любимый дядя, ангел-хранитель, Рафик абый наш, мы благодарны, что ты всегда с нами, что опекаешь и радуешь нас. Трудной судьбою не сломлен наш дядя, крепкий он духом, мудр и силен, знает историю прадедов наших, знает историю прошлых времен. Пусть твоя жизнь будет светлой и чистой, пусть тебя Бог наградит от души, счастья, удачи, здоровья крепчайшего, каждым мгновением своим дорожи. Пусть тебя ценят и уважают за все благое, что делаешь ты. Ты береги себя, ты всем нам нужен, наш уважаемый Рафик абый. Рафик абыйыбыз, туган күнең белән сезне. Сез инде безгә инде бүтән яктан да ярдәмчел, гел кая гына булсак та, кая гына яшәмәсәк тә, гел ярдәм итәргә торасыз. Һәм хәзер дә шулай ул. Безгә генә түгел, ул инде миллионлаган, миллиардлаган кешегә сезнең ярдәмегез инде. Аны инде бүтән кеше белә, рәхмәтле. Сез безнең өчен генә түгел, бүтән халык өчен зур йөрәкле, көчле кеше. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен, Рафик абый. Туган көнегез белән тәбрикләп, безнең гаилә исеменнән котлыйсым килә. Рәхәт тормыш, тынычлык, күңел тынычлыгы дип әйтимме. Үзегез дә әз генә ял итебрәк, үзегез турында да уйларга әз генә мөмкинчелек булсын иде. Хәтта инде андый вакытыгыз булмаса да. Шуңа күрә рәхәт тормыш, Рафик абый. Туган көнегез белән сау сәламәт булыйк. Һәм сезгә бик зур рәхмәт. Барыбыз исеменнән.
Рәхмәтнең чиге юк, Рафиг абый. Туган көн. Туган көнегез белән, Рафиг абый. Сәлам. Рафиг абый, котлыйбыз сине юбилеең белән. Бәхеттә, шатлыкта, сәламәтлектә, халыкны сөендереп, мәңге рәхәт тормышта яшәргә насип булсын, Алла бирсә. Син мировой кеше. Шул эшләгән яхшылыкларың, игелекләрең үзеңә меңләтә әйләнеп кайтсын. Рәхмәт булганыңа, безнең өчен эшләгән барлык яхшылыкларның иге-чиге юк. Алар өчен дә бик зур рәхмәт. Зур ихтирам белән Фахирдиновлар гаиләсе. Исән сау булыгыз. Туган көнең белән котылыйм, бәхет, шатлык сиңа телим. Рәхәт яшә, озак яшә, мин сиңа шуны телим. Рәхмәт булганың өчен, рәхмәт булышканың өчен, безгә кечкенәдән дөнья күрсәткәнең өчен. Рафиг абый, туган көннәрең белән бөтен эшләгән яхшылыкларың үзеңә мең кат кире әйләнеп кайтсын. Туган көнең белән сине, туган көнең белән сезне, туган көнең белән сезне шын күңелдән котлыйбыз. Сестричка Раиса Миннебаевна үзенең гаиләсе белән котлый Рафиг абыебызны. Безнең өчен бик тә якын булган кадерле туганыбыз Рафиг абый. Кечкенә генә юбилейлы туган көнең белән. Алда әле сине зур юбилейлар, зур уңышларга төрелгән якты тормыш юлы көтә. Дорогой наш родной брат Рафиг абый, поздравляем тебя с юбилейной датой твоего дня рождения. Желаем тебе и твоей семье крепкого здоровья, радости во всем, всех земных благ. Я благодарна своим родителям, которые дали нам 6 братьям и сестрам жизнь, прекрасное воспитание и такого замечательного брата, как Рафиг абый. Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь. Мы тебя любим и уважаем. Пусть все светлые мечты твои с легкостью сбудутся. Син тугансың матур язгы көндә, яшеллеккә дөнья төренгәндә. Шатлык истәп әти-әниләргә, нур истәргә кеше күңеленә. Туган көнең белән сине, Рафиг абый, туган көнең белән котлый бар җиһан. Туган көнең белән сине котлый һәркем. Туган көнең юбилеең белән. Туган көнең юбилеең белән. Хөрмәтле Рафиг абый, мы от всей нашей семьи поздравляем тебя с юбилеем, с днем рождения. Хотим пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия. Рафиг абый, вы у нас очень значимый человек в нашей большой семье, да, очень уважаемый, и всегда отличались тем, что пытались собрать нас в своем большом доме. Всегда за круглым столом, богатым столом. Уважаемый Рафиг абый, всегда вспоминаем с теплотой те времена, когда собирались в деревне, когда еще мы были совсем маленькими детьми, приезжали на Сабантуй, на летние каникулы. И катались на тракторе. На ГАЗ-66 и ГАЗ-53. А еще был мотоцикл «Урал». Но это было уже совсем давно. А так... Нет, а еще прикольно было, как мы катались на юг. И мое детство очень сильно ассоциируется с подаренным тобой морем и горами Архиза. А я вспоминаю, как на Крайслере, на микроавтобусе мы возвращались в Казани, много детей сзади было, и купили мешок сушек, и мы его съели благополучно, пока доехали до деревни. Рафиг абый, ты очень щедрый человек с большим сердцем, с большой душой, который всегда готов помочь в любую трудную минуту, всегда заботится о близких, о родных, и в этом смысле ты для нас большой пример для подражания. Спасибо тебе большое, Рафиг абый, за все хорошее, что ты делаешь, и я уверен, будешь делать для нас всех близких тебе людей. С днем рождения, Рафиг абый. От всей нашей большой семьи желаем еще раз тебе счастья, здоровья, чтобы тебя окружали любимые и родные люди. Поздравляем! Ура! 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 Ура!
Рафаэль, поздравляю с юбилеем. Хочется сказать большое-большое спасибо за то, что я смог получить в столь маленьком возрасте так много ярких воспоминаний, ярких моментов в поездках на Домбай, в бухту Инау. Это одни из самых ярких воспоминаний моего детства. Хочу пожелать здоровья, счастья, также много-много ярких моментов. Мы тебя очень любим. Бик зур рахмет. Равиля Миннебаевна үзенең гаиләсе белән котлый. Кадерле туганыбыз Рафик абый, мин сеңлең Равиля синең безнең туганыбыз булганга горурланам. Әтиәнигә рәхмәт әйтәм. Тормышыңда үз юлыңны табып, көчле булып, шул юлдан горур башыңны күтәреп, кеше дигән исемне җисеменнә китереп, көчле рухың белән изгелекләр кылып, җитез уең белән, хыял теләкләрең белән үз юлыңны үзең салып, тормышның һәр мизгеленең кадерен белеп, рәхмәтле булып, күңел шатлыклары белән гаиләң, яраткан эшең, кешеләр белән табигать кочагында, планетабыз җир йөзендә, үзеңнең нәсел җиреңдә, үзең төзегән идә, үзең сайлаган, теләгән юлыңнан чиксезлеккә, саллыгына итеп атылыйсың, бар дөньяңны яктыртып яшисең, гел дә шулай яшә, шатланып, үзең теләгәнчә, иркенлектә, муллыкта, сәламәтлектә, мәңгелек тормышта, хөрмәтле туганыбыз Миннекаев Рафик Миңнебай улы. Туган көнең белән. Хәерле көн. Рафик абый, котлыйм сине туган көнең белән, юбилеең белән. Тазалык, саулык, сәламәтлек калганнары булыр. Бик зур рәхмәт сиңа барсы өчен дә. Кирәкле вакытта бик булыштың. Бу дөньяда күп кешеләргә булыштың инде син. Шулай ук дальше да озын гомерләр сиңа, семьяңа, барыгызга да яхшылыклар гына. Яхшы яшәгез. Сау сәламәт булыгыз. Всего наилучшего сезгә. Кадерле яраткан Рафик абыебыз, сезне чын күңелдән туган көнегез белән, юбилейгыз белән котлыйбыз. Сезгә нык сәламәтлек, бәхет, шатлык, күңелдә гел яктылык, тынычлык булсын. Сезгә зур рәхмәт безнең бәхетле балачак өчен. Рафик абый, котлыйбыз сезне юбилей белән. Безнең семьядан Егоровлар, Валиахметовлар, бәхет сезгә, тазалык, байлык. Рафик абый, поздравляем вас с днем рождения, желаем всего самого хорошего, наилучшего, чтобы исполнялись все ваши мечты, желания. Спасибо вам огромное за наш большой и сильный род. Поздравляем! Поздравляем! Ура! Энебез Миннекаев Рөстәм Миннебаевич үзенең гаиләсе белән котлый Рафик абыебызны. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үрдем, минем дигән туган көнең белән котлы җырлар язам бүләккә, син үзеңгә бәхетле булып ай күрәм, сагышлар авырам, туган көнең яктырым, караңгылар юлларым, бәхетле булып ай күрәм, сагышлар авырам, туган көнең яктырым, караңгылар юлларым. Карама ак суларга яшьлегемне кызганып, Туман күрдә яшьләрем ачылып, исән җиләр назлы сине бар күзләр кайында, җайракта самсай сине ясай. Бәхетле булып кайгы күрмәм, сагышлар авырам, туган көнең яклы булсын, бәхетле булып кайгы күрмәм, сагышлар
Шанлы булсын үт бала язларга, килер бәхет бик көттөрүп, шатлыгында күп булыр. Газизәңдән бүләк иткән иң зур бүләк шул булыр. Бәхетле булып кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Бәхетле булып кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Hürmetli Rafiq abi, seni şın көңілден юбилейің білән тәбрик итәбез. Bütün семья исемендән сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлык эшләреңдә уңышлар, муллыкта, тазалыкта рәхәтләнеп, бергә шулай аралашып яшәргә язсын. Туган көнең белән сине. Туган көн белән котлыйбыз. Бергәләп, гаилә белән сау сәламәт булып яшәргә насыйп булсын. Амин. Ну, әйтегез, туган көнегез белән дигән. Туган көне белән. Рафиq abi туган. Әйт Камал, әйт әле. Туган көне белән дигән. Рафиq abi сине туган көне белән. Әйе. Все? Сездә кушлар. Туган көнең белән. Рафиq абый, сине чын күңелдән туган көнең белән, юбилейың белән котлыйбыз. Барлык яхшы теләкләргә без дә кушылабыз. Сиңа иң мөһиме сәламәтлек, бәхетле, рәхәт тормыш телибез. Юлларыңда һәрвакыт уңышлар насыйп булсын. Безнең өчен иң кадерле, иң бөек кеше әтиебез Минникаев Миннебай Минникаевич котлау сүзләрен әйтә. Барыбызга да. Милалыгы бүтәнче нәрсә. Тазалык, тигезлек, алда көннәренә зур бәхетләр теләп, тавышсыз озын гомер, тырыштай нык сәламәтлек булды. Нашей мамочке Миннигуль приснился сон. Ей сказали, что один из детей будет помогать очень многим людям. Сон стал реальностью. Им оказался гордость нашего рода, наш родной брат, президент Академии оздоровительного центра Возрождения планеты, генерал-полковник, начальник медицинской службы, доктор медицинских наук, народный целитель, многими любимый и многоуважаемый Минникаев Рафик Миннебаевич. Мы, все родные, на вечность благодарны ему и поздравляем с днем рождения. Вот так отмечает он обычно свой день рождения. Жизнь вечная вокруг и вечность жизни истиной творится. Живешь, творишь тепло, радость и свет даришь, совершенствуешь среду обитания. Ты, человек-творец на земле, Минникаев Рафик Миннебаевич. Kaderlerini bilgiz, şan köngülden tileklerini bizden kabul ettigiz.
Sağ